пришли. Меня зовут Екатерина Андреевна, я руководитель семейной школы «Алые паруса», и мы группой родительской общественности нашей продвигаем активно в Ижевске методику Базарного, и вот в том числе пригласили Алексея Анатольевича Северякова, ученика Базарного, популяризатора его идей, рассказать и познакомить вас с этой системой, да, лучшей системой, что у нас есть по здоровью и сбережению детей. Вот я приглашаю Алексея Владимировича. Мы сейчас где-то час работаем, потом кофе-брейк, потом еще продолжим час. Все. Здравствуйте. Так, давайте сразу определимся. В прошлый раз кто-то был? Вы были? Еще кто-нибудь был? Вы были. Больше вы не были, да? Когда у нас был в прошлый раз, Екатерина, напомните, пожалуйста, 2 декабря, да? Нет, все, хорошо. Я просто презентацию видоизменял с учетом того, что будут те, кто был, и будут те, кто не был. Поэтому где-то буду повторяться, где-то скажу новое, чтобы всем было интересно. Ну, так сказать, немножко предыстории. У нас команда так получилась, что мы вот как раз плотно работаем с Ижевском. Работу мы начали вместе с Андреем Андреевичем Овсянниковым. Он сам из Ижевска, офицер. Вот, служил на космодроме Плесецк в Мирном. И вот как раз, когда я стартовал работу в Ленинградской области, он занимался тем же самым в Архангельской области, у себя в Мирном. И так получилось, что я вечером сидел, в один из дней, летом, и думал, вот бы мне кого-нибудь, кто тем же самым занимается, чтобы вместе работать. И мне буквально через час приходит сообщение ВКонтакте. А вы в Гатчине мне рассказали, что вы базарным занимаетесь, а можно вместе с вами работать. Вот так мы познакомились с вашим ижевчанином. И с этого момента стали работать вместе. Плюс, соответственно, у нас еще в команде есть теперь уже представители других регионов. Вообще методика здоровоизберегающая Владимира Филипповича, она внедряется у нас во всех регионах России. Наверное, исключения нет. Но вопрос просто в какой мере. Где-то это масштабно происходит, где-то в средней степени, где-то немножко. И, соответственно, нам удалось примерно в 7 регионах выйти на такие же команды, как мы сами, кто в той или иной мере занимался вопросом, занимается сохранением здоровья, развития детей. Мы, собственно, объединили усилия наши. Сейчас, в общем-то, можно сказать, что регионов 10, а может быть даже больше уже, мы вместе взаимодействуем и внедряем. Поэтому то, что я вам сегодня буду рассказывать, это опыт не только наш, это опыт уже объединенной такой большой команды, в которой, наверное, человек 20 активно принимает участие, и еще сколько-то там десятков человек – это на пассивное участие, в смысле, то есть люди там после работы, в свободное время там что-то делают, какие-то частные вопросы решают. Но в целом можно сказать, что человек, наверное, думаю, под 100-то наберется у нас в стране неравнодушных людей. Вот. А если брать еще тех, с кем мы работаем, директора школы, учителя, то тогда это уже 1000. Вот, и, соответственно, собственно, с чего мы начали у себя в Гатчине, это с того, что мы, во-первых, обратили внимание на саму проблему. Вот такой небольшой экскурс сделаю. Для того, чтобы сделать что-то, человек всегда проходит 7 этапов своей деятельности. Первый этап – это выявить то, что его беспокоит, то есть проблему. Вот если проблему мы не выявили, то, соответственно, и нет потребности в том, чтобы что-то делать. Вот поэтому я просто сразу приведу пример. Большинство родителей в России, они вообще не понимают, что их дети больны. То есть они проблемы никакой не видят. Они считают, что все нормально, школа занимается, там, больницы работают. Вот, и когда они получают уже там в 20-30 лет больного подросшего ребенка, они искренне удивляются. Как же там, САПИНа все соблюдается, все должно работать. Вот. А проблема в том, что, к сожалению, у нас сегодня в России большинство людей, они ведут, инфантильный образ жизни. То есть они не хотят брать ответственность за своих детей, за окружающее их пространство, за окружающих людей. В общем, за любые вопросы ответственность брать не хотят и хотят быть, так сказать, в зоне комфорта. Мозг, он вообще так хитро устроен, психика человека, что она постоянно его обманывает. Вот, то есть пытается сберечь энергию, максимально все упростить и так далее. И, соответственно, это приводит к тому, что какие-то важные вопросы, мозг просто мимо внимания они проходят, мимо психики. Мы, соответственно, обратили внимание на данную проблему и
стали заниматься. И мы сразу же практически уперлись вот в этот вопрос, то есть кто такой человек. Ну, в первую очередь это с позиции психофизиологии, потому что, вот возвращаясь к этим 7 этапам, значит, мы выявили проблему. Второе, мы эту проблему, ну, грубо говоря, запомнили, чтобы каждый раз, когда мы с ней встречаемся, не распознавать ее как новую. Потому что, вот, допустим, у нас дети ходят по городу, они видят знаки дорожного движения. То есть они обратили внимание, что там кирпич висит? Ну, увидели. Значит, и в свою систему стереотипов они не внесли его, потому что они не знают, что это такое. И поэтому, когда они снова увидят этот дорожный знак, для них, опять же, это будет непонятно, что это за кирпич. Вот. Пока родители или в школе им там не объяснят, что там на этот знак ехать нельзя. Вот. Поэтому детям вот, ну, максимум, что объясняет, в основном это сигналы светофора. Да, вот, ну и какие-то примитивные правила. Вот, поэтому если мы хотим, чтобы эта проблема, мы четко ее понимали, мы должны ее изучить, запомнить, внести в свою систему стереотипов. Третье, мы, соответственно, в отношении полученного знания ставим какие-то цели. То есть вот, допустим, я вам сегодня что-то расскажу, и вы поставите цель что-то в своей жизни изменить. Далее мы вырабатываем план достижения этих целей, то есть что конкретно мы будем делать. Вот. Пятое, соответственно, мы создаем структуру, которая этот план будет нести. Ну, что такое структура? Вот, допустим, там родительский комитет, например, в Владимирской области, они создали, чтобы внедрить методику базарного. Кто-то сам является структурой, то есть ваше личное расписание штатное, да, там на день, это и есть как бы ваша структура, ну, грубо говоря. Вот. Есть структуры виртуальные, например, это в интернете там пообщались, какие-то планы наметили, условно, да, и там стали действовать. То есть хотя эта структура нигде не зарегистрирована. Там юридического лица, как, допустим, родительский комитет, из себя не представляет. Следующим этапом, шестым, идет контроль. То есть вы контролируете, что делается. Вот, допустим, полгода назад ко мне позвонил родитель из Воронежа после просмотра фильма в интернете, вот, который мы выпустили «Секреты здоровья детей», и сказал: а я хочу, вот, чтобы у моей дочки появился класс такой. Я говорю: хорошо. Я говорю: давайте вместе с вами подумаем, что можно сделать. Мы с ним подумали, вот, наметили список задач. Вот, у нас такая виртуальная структура из 2 человек начала действовать. Далее, соответственно, я нашел время в графике, когда был в Орле, мы там класс делали. Я приехал в Воронеж рядом, значит, и мы с ним пошли в управление образования. Сходили, ну, вернее, сначала пошли к директору школы, с ней поговорили, она со скепсисом, так, базарная там что-то, какая-то, в общем, непонятное что-то. Вот. Он сделал хитрый ход, он подарил ей конторку. Вот, поставила она в кабинете, стала за конторкой там что-то стоять немножко и отметила, что у нее стало лучше здоровье. То есть она себя лучше стала, комфортнее чувствовать. И она уже стала читать что-то. Ну, то есть, короче, в ее систему стереотипов это знание вошло. Далее, соответственно, она уже стала благоприятно смотреть на эту тему там через месяц-два. И уже мы, соответственно, это он первый раз без меня сходил, там конторку подарил. Вот потом уже второй раз мы уже вместе с ним пошли. И мы с ней уже более предметно поговорили. Вот, получили от нее добро, что да, я готова класс такой сделать в школе. Потом следующий наш заход был к начальнику управления образования. Вот там женщина, мы с ней встретились, и она очень благосклонно тоже отреагировала и сказала: давайте подумаем, ну, денег нет у нас сейчас, ну, давайте подумаем, может быть, что-то получится у нас сделать. Вот прошло полгода, там с весны до осени, и вот в конце осени она написала, что мы нашли там первые деньги на 10, на 5 конторок и 5 парт. Вот они сейчас их купили, в январе поставили. То есть в классе уже есть как минимум треть класса оборудовано. И она сказала, что до конца учебного года, до мая, мы закупим все оставшиеся конторки и парты. Вот. То есть вот человек просто, ну, вроде, как сказать, ну, простой человек, там не какой-то там звезд с неба не хватает, сумел сорганизовать уже процесс для своей дочери в школе 1 класс. Вот. Далее, соответственно, следующим этапом мы пошли в другие инстанции, да, то есть посетили депутатов, посетили начальника управления образования города Воронеж, посетили Воронежский институт развития образования, сходили к замминистра образования. Ну, там, в общем, за неделю разные мы предприняли действия, и работа закрутилась. Там раз узнали про класс в соседнем районе, там начальник управления звонит, а мы такой же хотим. Вот. Съездили в Хохольский район, в лицей Хохольский, значит, все посетили, там директор: все, мы за, давайте делать. Вот. Найдем деньги, соответственно, будем связываться, как оборудовать все. Значит,
В Воронеже, соответственно, 5 школ тоже захотели семинар провести, провели там семинар. Вот сейчас они тоже думают, ну, где денег достать. Ну, там где-то, я думаю, администрация им поможет, где-то они сами. Вот. Но самое главное, что в Воронеже процесс закрутился всего с одного человека. Я бы не сказал, что вот у вас здесь, кстати, большая команда, а там у него там, ну, может, там 2-3 человека. Это его единомышленники. Вот. Но вот потихонечку он развивается. Ну и вот, соответственно, мы идем по этим этапам, по 7 всегда. То есть любой процесс, который там, не знаю, от жарки яичницы на кухне до управления космическим кораблем, это все равно все эти 7 этапов. Ну и вот у нас сразу стал вопрос, а кто такой человек? Потому что в нашей системе стереотипов нет знания об этом. Вот мы вчера как раз семинар проводили по образованию. Значит, что можно делать в системе образования? Вот тоже, собственно, мы этот вопрос обсуждали. Поскольку у нас нет знания, вот как у нас писал Константин Дмитриевич, Шинский, основоположник нашей педагогики, если мы хотим воспитывать человека, нам надо его прежде узнать во всех отношениях. И вот мы поняли, что нам надо узнать человека во всех отношениях. Потому что человек — это действительно вселенная такая непознанная. Там работа с человеком просто колоссальное количество. У нас есть своя школа, тоже семейная, как у вас здесь, Алые паруса. И мы сейчас думаем, там у нас настолько там сотни аспектов, как работать с ребенком. Мы постоянно экспериментируем, постоянно какие-то новые вопросы возникают. То есть это, наверное, это самое сложное для изучения вообще тема на планете, сам человек. И ну, вот какие-то аспекты я сегодня расскажу как раз. Вот, и, соответственно, если говорить про тему здоровья, то абсолютно нам понятно, что мы должны иметь какие-то параметры. То есть когда мы ставим цели, мы должны прописать параметры, по которым мы эти цели можем отследить. Ну, их называют контрольные параметры в теории управления в науке у нас. Значит, то есть те параметры, по которым мы можем проконтролировать, достигли мы цели или не достигли. Ну, самые простейшие параметры у нас, это, как вы понимаете, это показатели здоровья. То есть мы можем померить зрение ребенку каждые полгода, мы можем померить опорно-двигательный аппарат, что с ним происходит, мы можем сделать анализ там, биохимия крови, вот, можем проверить вестибулярный аппарат, причем есть методы разные, то есть есть методы простые, есть методы сложные. Вот, допустим, чтобы проверить вестибулярный аппарат, вы чертите круг на полу мелом, 50 сантиметров в диаметре, ну, линейкой просто выставляете. Значит, далее ребенка помещаете в центр круга, он расставляет руки. Глазами максимальное количество раз, значит, до заступа за черту. Если ребенок 1-2 поворота делает, уже заступает за черту, значит, у него проблема с вестибуляркой. Если он делает больше 3 раз, там 3, 4, 5, 6, это уже нормально. То есть вот, дети многие там делают и по 10, и по 20 раз. То есть, соответственно, если есть проблемы, то значит, вот когда мы сделали этот тест, мы делали в муниципальной школе, у нас оказалось, что в классе обязательно там есть 1-2 человека с проблемой вестибулярного аппарата. И внезапно выясняется, что об этом никто не знал. Ни родители, ни врачи, ни педагоги. И что дальше? То есть, и что этому ребенку делать? Вот, то есть про него просто никто не думает. Это для нас показатель был, что наша система образования, она вообще не воспринимает, и система здравоохранения больных детей ну, не видит их. В их системе стереотипов это знание отсутствует. Вот. И поэтому для нас, конечно, стало очевидно, что нам надо составить такой как бы перечень параметров, которые можно замерить. Значит, замерить, соответственно, в начале года, допустим, в середине года и в конце года. И тогда мы сразу видим, кто у нас занимается чем. То есть, если, допустим, летом проблемы возникли, значит, что-то родители не то делали. Если проблемы возникли в школе, в основном они там, то сразу понятно, кто виноват. Ну вот приведу пример. Алена Майко, председатель родительского комитета Севастополя, она купила на президентский грант, выиграла, значит, купила аппарат компьютерной оптической топографии и проверила какое-то количество школ и садов Севастополя, детей. Вот. Остальные отказались от проверки. Догадывайтесь, почему. Никто не хочет нести ответственность за то, что происходит у них. Вот. Соответственно, выяснилось, что практически у всех детей патология опорно-двигательной системы различные. Ну, сколиоза, там, кифоза и так далее. А до этого Департамент образования Севастополя активно доказывал, что проблемы не существует. Это вы все выдумали.
Вот. Ну, в таких масштабах, по крайней мере. А практически у нас 100% детей больны. Так, включу дальше. Вот я вчера такую схему показывал, быстро ее тоже еще раз пройду. Вот у нас получается, что в школе главное в системе обучения – это знания, которые ребенок, да, должен усвоить, там знания, умения, навыки. Вот. И проблема нашей сегодняшней системы образования заключается в том, что знания, которые в школе даются, по большей части они неадекватны. Вот, то есть они не соответствуют действительности за окном. Вот наши специалисты Петербургского государственного университета, они разработали такую табличку, которую назвали «Объективные закономерности», которым подчинена жизнь каждого из людей, любой семьи, социальных групп, общества и человечества в целом. Все закономерности объективные, законы нашего мироздания разбиты на 6 групп. Первая группа – это общебиосферные законы. Значит, они регулируют взаимоформирование биоценозов, то есть биологических сообществ, взаимодействие биологических видов с друг другом, биосфера в целом природной средой. Значит, ну, законы природы, там худо-бедно у нас, в общем-то, понимание есть. Вот, поэтому я на этом пункте останавливаться не буду. Следующая, значит, группа закономерностей – это видовые, которые отличают вид человек разумный от прочих биологических видов. Вот, собственно, тема беседы, она об этом. Какие у нас особенности нашего биологического вида, которые мы не знаем и которые нам нужно учитывать в своей работе. Вот Базарный, он сказал очень просто, если говорить про человека, он просто сказал, что система здравоохранения, она не учитывает многие особенности человека, и, соответственно, она их просто не измеряет. А когда, соответственно, стали измерять, выявилась проблема. Вот он разработал методику диагностики здоровья, которая отличается от той методики, которая сегодня применяется в школах. То есть медики просто не выявляют проблемы многие. Значит, третий вид закономерности – это ноосферно-религиозные. Вот к видовой мы вернемся еще. Или нравственно-этические, регулируют взаимоотношения обладателей разума. Соответственно, здесь, значит, проблема в чем заключается? В том, что, ну, по-простому нравственность, да, это что такое хорошо, что такое плохо. Вот. И на сегодняшний момент у нас нет определенности четкой в государстве и в обществе о том, что такое хорошо, что такое плохо. А наша культура, ну, допустим, кинематограф, оно сейчас начинает мешать. Хорошее делает плохим, плохое делает хорошим. Ну и там примеров много, там вот эти фильмы, там, где Кощей, короче говоря, это добрый персонаж, там или какое-нибудь там слово пацана и так далее. То есть вот все последние, то, что сейчас снимают, это пытается с головы все, вернее, с ног все на голову перевернуть. Значит, если нравственно-этические устои у ребенка не сформированы, вот, то, соответственно, у него нарушается психическое здоровье, если к теме нашей сегодняшней беседы. А дальше уже идут социокультурные закономерности, которые регулируют построение культуры, ее воздействие на нас, уже стереотипы поведения. Соответственно, человеку создаются неверные стереотипы поведения. Вот. Ну, не знаю, какой-нибудь простой пример из темы здоровья – это походка, например. У нас у всех практически неправильная походка. Вот. Значит, люди ходят так, что тело заваливается. То есть у кого-то оно на бок заваливается, у кого-то вперед заваливается. Значит, и вместо того, чтобы тело, так сказать, походка была пружинищей, вот, чтобы человек ходил так, чтобы никаких зажимов, заломов в теле не было, вот, этому не обучают. А не обучают почему? Потому что это просто знание отсутствует в системе образования, в системе здравоохранения, как правильно ходить. Вот. Плюс еще к этому способствует неправильная мебель, неправильная обувь, вот, и так далее и тому подобное. Ну и множество других там, ну какие закономерности там, допустим, социокультурные, там это стереотипы там, питания, например, да. Очевидно, что ну, есть сладкое, но лучше его не есть, да, потому что сладкое приводит к росту грибков там различных, вот, ну, в общем, ко всяким последствиям нехорошим для тела. И, соответственно, но тем не менее у нас, ну вот мы в школе боремся постоянно, то есть у нас в школе там есть определенный рацион питания, но бабушка обязательно конфеточку любимой внучке, внучку там положит, там, да, а то и не одну, и не один десяток. Вот, поэтому как бороться, если мы четко видим, что ну, взрослое поколение это не понимает совершенно, то есть они с голодного детства считают, что надо ребенка сейчас накормить, там, чтобы он, в общем, не испытывал никакого дискомфорта. А получается все наоборот, то есть они ухудшают его только здоровье. И, соответственно, когда ребенок не ест сладкое, допустим, месяц, он совершенно меняется. То есть он перестает быть капризным, эмоционально разболтанным.
значит, становится более собранным, волевым. Ну, простейший пример. Значит, экономические закономерности, которые регулируют хозяйственную деятельность людей. Вот. То есть здесь вопрос, как мы все участники хозяйственной деятельности, и, соответственно, у нас вопрос возникает, как нам организовать свою деятельность так, чтобы наладить взаимодействие, взаимопомощь, чтобы те цели, которые мы перед собой ставим, реализовать. То есть там, да, мы где-то, допустим, скидываемся на что-то вместе, да, где-то мы какую-то кооперацию осуществляем, ну, взаимопомощь, взаимовыручку. И это позволяет нам уже какие-то более сложные вопросы быстрее и эффективнее решать, нежели чем мы бы их решали поодиночке. И, наконец, управленческие закономерности. Мы все управляем с вами. То есть, ну вот я пример один рассказал про 7 этапов управления, их еще полной функцией называют управления. Но есть и другие закономерности в этой сфере, в сфере управления, которые необходимо знать. То есть вот, допустим, мы детям уже с детства стараемся пояснять такие понятия, допустим, как вектор целей, вектор состояния и вектор ошибки. Вектор целей – это цели, которые мы хотим достичь, это список целей, расставленных по степени важности. Вот мы даем простое задание, значит, написать, ну, постарше детям уже, не в начальной школе, написать ваши цели. То есть напишите список ваших целей, что вы хотите вообще по жизни. Вот, дети расписывают. Потом следующее задание, нужно расставить эти цели по степени важности. То есть что пойдет на первом месте, самая главная цель, что там будет на последнем месте. Там, не знаю, на первом месте хочу стать человеком, на последнем хочу мороженое. Вот. И, соответственно, от мороженого человек, конечно, может в любой момент отказаться. Но от первой цели, как правило, никогда не отказывается. Это какие-то жизненные цели. Соответственно, вектор состояния – это то, что мы имеем на данный момент. То есть вот у вас есть цель, чего вы хотите достичь. А по тому же пункту вы смотрите, а что я имею там. Хочу построить дом, имею фундамент на участке. Вот. И, соответственно, ошибка – это будет дом минус фундамент. Там, допустим, хочу 100%, имею 20%, ошибка будет 80%. В идеальном управлении ошибка чему равна? Кто знает? Версии ваши какие? Идеальное управление. Идеальное. 0, да, все правильно, нет ошибки. Вот. Поэтому, конечно, в любом деле надо стремиться к тому, чтобы обнулить ошибку. Соответственно, самый простой способ обнулить ошибку – это ее не допускать. Поэтому как у нас сейчас управление идет, да? У нас есть управление, три схемы управления, значит, по крайней мере, мы видим, да, других не выявили. Значит, первая схема управления – это когда, условно говоря, вы там, ну, допустим, вы руководитель города, вы отдали какую-то команду, и вам все равно выполнят команду, не выполнят. Короче, это управление без обратных связей. В общем, где ошибка, она будет нарастать стремительными темпами. Вторая ошибка – это, схема управления – это схема управления с обратными связями, но ошибка, она как бы изучается через прошлое. То есть, грубо говоря, вот выпал снег, как у вас в Ижевске, да, там начали что-то убирать, вот пока это все убрали, там куча народу побилась, куча аварий, значит, ну вот это и есть ошибка, которую заплатил город за такое управление. Вот. Что нужно сделать на следующий год? Ну, не допустить такой ошибки по логике вещей, с учетом полученного опыта. Но у нас приходит зима, и все повторяется. Значит, третья схема управления – это когда, соответственно, вы предвидите, что скоро зима, там надо к ней подготовиться как-то. Вот. И, соответственно, ну, тогда, если вы подготовились, если проблем нет, все быстро расчищается оперативно, то, соответственно, это и есть высшее качество управления. Вот, соответственно, ну, в семье то же самое, да, там есть вектор целей мужа, есть вектор целей жены. Ну, по-хорошему надо их сопоставить. Если у вас на первых приоритетах будут расхождения, то есть один хочет одного, другой другого, то рано или поздно это приведет к конфликту. Ну, а дальше там с разными последствиями. Поэтому лучше, конечно, эти конфликты устранять до того, как они возникли. Ну и вот здесь то же самое касается и, в общем-то, всего общества, в котором мы живем. То есть если человек обладает перечнем этих знаний по всем основным группам закономерностей, тогда он сможет управлять своей жизнью полноценно. Вот, как сказать, одна из наших главных задач вот, по отношению к школьникам – это эти знания им дать. Вот чем мы и занимаемся. Вот, но наша сегодня встреча, она посвящена видовым закономерностям, поэтому о них и поговорим. Ну, вот еще такой момент тоже интересный, кто не знает. Закон времени у нас петербургские специалисты открыли. Человек – это двухканальная система передачи информации. Значит, информация передается у человека через генетику и через психику, но с разной скоростью или с разной частотой.
частота вот в виде синусоида здесь изображена, а скорость в виде, внизу в виде линий. Прямой и кривой. Соответственно, если посмотреть на график, то вот в древнее время, тут до нашей эры, допустим, написано, информационное обновление, оно шло очень медленно. И вот ничего не менялось, да, то есть в нашей культуре все было вот тысячелетиями одно и то же. А если мы посмотрим на уровень генетики, то на уровне генетики скорость всегда постоянная, то есть поколение приходит за поколением, то есть ну, принципиально ничего не поменялось в нашем мире. То есть за последние, сколько у нас, 7 тысяч лет примерно, да, нам известных, за каждое столетие проходит там примерно 4 поколения. То есть скорость постоянная. Почему изобразили в виде кривой, а здесь в виде синусоиды с равными интервалами. Вот. А возвращаясь к уровню культуры, то на уровне культуры такая ситуация была в древности. То есть они шли параллельно. Но потом ситуация стала меняться. И что произошло? Что у нас информации в обществе стало становиться больше. И, соответственно, информация стала активно циркулировать. Вот. Люди стали что-то новое узнавать. То есть если раньше профессии передавались по наследству от отца к сыну, там, к внуку и так далее, то в связи с появлением большого количества новой информации люди стали осваивать новые профессии, новые знания, новые технологии. Если жизнь технологий была на протяжении тысячелетий раньше, то потом она стала столетиями, потом десятилетиями. Но вот мы пришли к нашему времени, когда у нас жизнь одного поколения технологий занимает, там, не знаю, год-два, то есть быстро все меняется. Соответственно, случился когда-то вот желтый период в середине прошлого века, когда скорость обновления информации на уровне генетики, скорость обновления информации на уровне культуры, на уровне психики совпала. Вот произошел такой своего рода резонанс. То есть за жизнь одного поколения прошло одно поколение людей, прошло одно поколение технологий. И мы вышли в принципиально новую, как бы в новую эпоху информационную. То есть если в старой эпохе нам было достаточно освоить некий объем знаний небольшой, то в новой эпохе мы пришли к тому, что в наше время теперь нам нужно знания постоянно обновлять. То есть недостаток знаний. То есть вот мы пришли сегодня что-то новое узнать. Вот. В древнее время, в принципе, ничего нового не было. Все как бы изо дня в день было все одно и то же. Там условно, один и тот же телефон, одна и та же телега, вот, один и тот же корабль. И какие-то изменения информационные, это были события колоссального уровня значимости. А сегодня у нас каждый день что-то происходит, даже уже люди не обращают внимания. А вот наша школа, в которой наши дети учатся, она из прошлого пришла. И детям там по-прежнему в голову запихивают некий объем информации, но их не учат вот этому. То есть ребенок каждый год, да, должен фактически осваивать закономерности, как устроен мир, чтобы дальше просто необходимую информацию, необходимую фактологию он добрал. А у нас этого в школе сегодня не происходит. Вот то же самое касается здоровья. То есть вместо того, чтобы обучить ребенка, как быть здоровым, закономерностям, да, устройства психофизиологии, ребенка этому не учат, а ребенка просто пичкают какими-то инструкциями, которые не работают. Ну вот мозг после сидения, мозг после прогулки. Я вам рекомендую, кстати, встать, размяться чуть-чуть. Вы уже сидите минут 20. Вставайте, не стесняйтесь. Я-то один тут стою. Мне стыдно уже даже. Я стою, а вы сидите. Да. Ну вот мозг слева, вот когда вы сидите, ваш мозг работает вот так. Когда вы стоите, двигаетесь, ваш мозг начинает уже работать активнее в 3, в 4, 5 раз. Соответственно, все процессы в организме активизируются. Ну и вот наш Владимир Филиппович Базарный, который, собственно, обратил внимание на эту проблему, обездвиженность детей. Я немножко вперед пробегу. Вот наш отечественник Петр Францич Лергаст обратил внимание на то, что двигательная активность является важнейшим условием развития ребенка. Если ребенок не получает движения, то каждая минута, в которой он не получил движения, приводит к его деградации. То есть органы внутренние, вот вы сидите, да, пока вы сидите, ваши органы, они страдают. Вот как только вы начинаете двигаться, органы начинают развиваться. Они живут.
И поэтому я вот надеюсь, что когда-то будут конференц-залы для работы стоя, что люди смогут спокойно стоять, да, они будут достаточно развитыми, чтобы эту нагрузку выдерживать. Наша проблема сегодняшняя взрослых просто неразвитость тела достаточного, чтобы поддерживать работу в движении. Вот. Хотя, в принципе, ну, многие и так стоят, ну, допустим, учителя, многие говорят, что я весь урок хожу, весь день хожу, там мне сидеть не нужно. Я спрашиваю, а почему дети-то не ходят тогда? Вы комфортные условия себя поставили с точки зрения сохранения здоровья, а дети страдают. Вот. Ну и вот Владимир Филиппович дал определение здоровья. Это резервы сил иммунных, защитных, физических и духовных, которые не даются изначально, а взращиваются по законам воспитания. Ну, наука воспитания, соответственно, является педагогика. И, соответственно, он четко обозначил, что за здоровье отвечают родители и педагоги. Значит, ну вот эволюция обездвиженности, там пеленание, коляски, детские сады, где детей приучают к сидению, школа, где дети страдают, вот здесь разные патологии вы видите. Вот Базарный, он эту фотографию показывал всем врачам, все врачи говорили, что здесь есть патологии или зачатки патологии моей сферы деятельности. Спина, зрение, половая система, нервная система, лимфатическая, кровеносная. Вот, ну, вот дети тут от изнеможения, девочка лежит уже на 5-м уроке на столе. В старшей школе тоже солнцезащитная реакция на стресс. Вузы, работа. Вот. Ну вот Базарный, у него описано, значит, какое-то количество законов, как он их законами назвал, значит, развитие человека. Вот, один из законов, ну, в принципе, об этом еще Ушинский писал, просто Базарный это доказал с позиции медицины. Значит, ребенок должен взаимодействовать с живым миром. То есть, как только ребенку начинает заменять живой мир, ребенок начинает деградировать. То есть, все он должен познавать на практике. То есть, трогать руками, щупать, там, ловить и так далее. Если ребенку дают в руки гаджет, дают в руки телевизор, там, не знаю, планшет, и ему показывают там какие-то природные явления на планшете, то у ребенка не сформируется представление об этом природном явлении, потому что у него ключевую роль в психике играет образное мышление, а не абстрактное. У него вообще абстрактный аппарат не развит. Теперь посмотрим современные образовательные стандарты в школе. Они все нацелены на развитие абстрактного мышления. Особенно насилуют детей те родители, которые начинают детей пичкать там всякой, не помню, как это математика называется. Не помните, Екатерина? Кружки-то по математике. Ментальная математика, точно, да. Вот. Начинают пичкать их тем, что их не надо пичкать этим. Им надо сейчас как можно больше чувствовать, как можно больше на природе, как можно больше изучать там жучков, паучков, дышать свежим воздухом, быть на солнце, купаться в речке. То есть осваивать мир, все его многообразие, формировать образное мышление трехмерное. А в это время им в голову пытаются математику запихнуть зачем-то, которая ему совершенно не нужна в этом возрасте. Вот. А грудное вскармливание. То есть Базарный установил, что невозможно раскрытие познавательно-творческого потенциала ребенка, если у него не было в детстве грудного вскармливания. Вот, то есть ребенок уже будет заведомо в ущербной позиции по отношению к тем детям, которые прошли через него. А следующий этап вычеловечивания – это люлька. Потому что ребенок находится в состоянии невесомости в утробе матери. И когда он рождается, он попадает в мир жесткой гравитации. Естественно, это очень большой шок для ребенка. И поэтому наши предки были не глупыми людьми, когда придумали вот эту самую подвесную люльку. Она позволяла переходить из мира невесомости в мир жесткой гравитации поэтапно, то есть постепенно. Когда ребенок качался, да, в люльке, то он в состоянии невесомости попадал в состояние гравитации и обратно. То есть такой плавный переход, организм приспосабливался. То же самое касается и различных народных качелей. То есть качели – это тот же самый механизм, который дети в детстве, в начальной школе, он помогает им перейти вот в этот мир, приспособиться организму. Следующий этап вычеловечения – это детская песня колыбельная. То есть если колыбельных опять же не было, вот, то психика ребенка, она состояться полноценным образом не может, потому что как раз нравственная эстетика, в том числе, она закладывается через эти песни. Вот. Тем более, ну, поскольку это мама, как правило, вот, у ребенка, на что обратил внимание Базарный, на то, что у ребенка при контакте с мамой, это при грудном вскармливании, при пении колыбельной,
у него при этом контакте исчезает страх и агрессия. Они заменяются любовью. Естественно, ребенок, который недополучает всего этого, у него страх и агрессия, она потом, ну, как сказать, в общем, даст о себе знать. Вот, еще одна закономерность – это вертикализация позы. То есть она, практически вертикальная поза, она влияет на все. На раскрытие познавательно-творческого потенциала ребенка. То есть если ребенок не находится в вертикальной позе, то мы не можем полностью его познавательно-творческий потенциал раскрыть. Она влияет на становление всех органов и систем. То есть все системы формируются тогда, когда ребенок находится в расправленном состоянии, в раскрепощенном. То есть, ну, как могут раскрыться легкие, допустим, да, если ребенок сидит. Особенно, допустим, он поет сидя. Такие ситуации приходилось наблюдать. Еще одно условие раскрытия познавательно-творческого потенциала ребенка, его вычеловечивания – это понимание того, как устроены мальчики и девочки, как устроены мужчины и женщины. Если мы не учитываем этот фактор, если мы мешаем детей в системе образования, а у нас это повсеместно и происходит, мы получаем, собственно, не мальчика и не девочку. Ну, преимущественно, конечно, наша система, она девочковая, то есть девочкам в этом смысле немножко больше повезло. Вот, но в конечном итоге всем не везет, потому что мужчин-то нет. Вот, и получается, что женщина на себя начинает брать мужские функции, не свойственные ей, а мужчины на себя берут женские функции, тоже им не свойственные. Вот, потому что если мальчик учится в классе с девочками, то он превращается в девочку. И московские врачи, которые проводили анализ гормонального фона мальчиков, 11-классников, они установили, что мальчики, ну, в прямом смысле слова, превращаются в женщин. То есть у них гормональный фон, как у женщин на 3-м месяце беременности. Соответственно, помимо этого, девочки, они взрослее психологически и физически. Когда приходят в школу, естественно, они подавляют мальчиков. Соответственно, учитель еще женщина в придачу. Ну и, наконец, разное устройство работы психики. То есть, если у мальчиков, у них психика работает вот так примерно, горка вот такая, то есть активизация к середине урока и падение к концу активности, то у девочек активизация идет сразу, потом падение к середине урока и рост обратно к концу. И вся сегодняшняя система, она выстроена под девочек в том смысле, что сначала учитель объясняет материал, вот, девочка все освоила, мальчик только начал понимать. Вот, потом в конце урока все закрепляется. Девочка опять на пике, все запомнила. Мальчик, у него пик уже прошел, он опять ничего не понял. И, соответственно, это приводит к тому, что у нас, в общем-то, идет тотальная деградация. И там, где школы, те директора, учителя, родители начали понимать это, они вводят этот процесс обучения, они сразу же с первого месяца, 2 получают прекрасные результаты. Это и 106-я школа Петербурга, это и 99-я, если не ошибаюсь, 115-я школа Ярославля, это и 15-я школа в Сарапуле у вас здесь и так далее. Ну и плюс мальчики и девочки, у них по-разному, опять же, устроена психика с точки зрения, как работать с информацией. То есть у мальчика, если он слышит повторение информации на уроке, мозг просто отключается физически. Не потому, что мальчик не хочет слушать, это мозг отключается. Если девочка не услышит повторение, она забудет то, что проходили. Ей физически необходимо повторение, в отличие от мальчиков, которые повторения не терпят. И, соответственно, мальчику нужно постоянно подкидывать новый материал, а девочка любит, чтобы все шло по алгоритму, спокойно, аккуратно, размеренно, по полочкам, чего мальчики не любят. Девочка любит, когда учитель помогает, мальчик не любит, когда учитель помогает, ну и так далее. Вот. Ну и еще один момент, это импринтинг, так называемый, о котором Базарная тоже пишет. То есть ребенок смотрит не на то, что вы ему говорите, а смотрит на то, что вы делаете. Поэтому если папа сидит дома, а мальчику говорит, что надо учиться за конторкой стоя, то мальчик не будет это воспринимать, там, или девочка, ребенок, да, потому что он не видит примера перед глазами. Ну, то же самое здесь, да, там, если мальчик увидит, что родители делают, да, ну, понятно, что статистически предопределенно в большинстве случаев он повторит их поведение. Тут дети рисовали. Значит, еще один момент – это понятие, да. Наша психика работает по принципу какому? То есть у нас есть
психике образы, образное мышление преобладает у детей. Есть слова, то есть которыми мы называем коды, да, которыми мы шифруем эти образы. И, соответственно, если мы хотим сформировать понятие, у нас должно быть слово и образ за этим словом. В чем проблема сегодняшнего общества? В том, что, во-первых, люди, кстати, дети многие, оперируют словами, за которыми не стоит никаких образов. Да, то есть ты их спрашиваешь, а что это такое? Не знаю, там, ну, слово постоянно в ходу. Соответственно, также, кстати, многие взрослые, то есть можно разные слова спрашивать. Вот, там, не знаю, вот, например, слово совесть. Кто-нибудь может сказать, что такое? Хорошо, еще версии. Вот. Ну вот мы детей как учим? Мы им учим сделать морфологический разбор слова. Можете сделать? Весть, да, это корень. Весть, а еще какие там части? Со это что? Нет, это не приставка, это корень. Вот Екатерина правильно говорит, со это совместность, то есть соединение. То есть получается совместная весть. Два корня, да. Да. Вот момент, как бы нас этому не учили, вот, поэтому мы не знаем. А когда начинаешь разбираться, то есть русский язык, он очень грамотный язык, скажем так. В нем все понятно. То есть если мы не заменяем наши слова какими-то иностранными непонятными словами, какой-нибудь там когнитивный там, или еще что-нибудь, всякий мусор, соответственно, тогда все становится понятным. И в данном случае совместная весть. Следующий вопрос, кого с кем? Вот, то есть вы правильно сказали, это действительно голос Бога. То есть Бог дает весть о том человеку, как не надо делать, чтобы не попасть куда-нибудь в неприятную ситуацию. Вот, и когда ты начинаешь это понимать, то, соответственно, и другие слова разбирать, то, получается, русский язык, он сам все подсказывает. Многие вещи становятся абсолютно простыми и понятными. Вот поэтому очень важно, чтобы у нас были правильные понятия, было правильное понимание. Тогда это позволит нам разбираться в любых проблемах, в любых явлениях и так далее. Вот Базарный, он четко говорит о том, что понятие равняется слово плюс образ – это один из важнейших элементов формирования человеческого организма, то есть, ну, в данном случае ребенка, становления его. То есть если у ребенка не формируется понятийное мышление, вот это, где образы четко понятные, да, слова, соответствующие этим образом, тогда, конечно, у ребенка будут большие проблемы с психикой. Ну вот еще наш коллега, так сказать, физиолог Иван Михайлович Сеченов, медик точнее даже. Все бесконечное разнообразие проявлений мозговой деятельности, внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению. То есть фактически он говорит о том, что о том же самом фактически, что и Лесгов, только он говорит уже про взрослых людей, фактически про всех, что если мы двигаемся, наш мозг работает, если мы не двигаемся, мозг не работает. Сегодня нейрофизиологи, они вам четко скажут, что мозг во время движения, он растет. Во время обездвиженности, вот вы сели, мозг начинает деградировать, уменьшаться. Нейронные связи, можете встать, если хотите. Мозг сразу заработает. Вот картинка, которую показывают обычно в школах, над доской висит всегда плакат этот «Сиди правильно». Вот. Ну, надо правильно называть плакат своими. То есть вот опять же у ребенка формируется неправильный образ. Вот, ему показывают картинку, называют ее словами, получается искаженное понятие. Что должно быть? Надо тогда написать «Сиди правильно, но можешь сидеть в такой позе 1 минуту, больше не можешь». И тогда ребенку будет понятно все. А так получается, что ребенок пытается выпрямиться, как ему учительница говорит, и у него в теле начинают наступать зажимы, заломы появляться, спазмы, и он не может сидеть, он начинает крутиться, вертеться. Природа берет свое, а учительница «Не сутулься, сиди прямо, нельзя крутиться на уроке» и так далее. То есть получается, что вот этот мир, который формирует учителя в школе, он вступает в противоречие с реальностью психофизиологической ребенка. И ну вот как я вчера приводил пример, там мне одна учительница сказала в нашей школе, что я же их 2 года дрессировала сидеть. Какое движение, вы о чем? Вот, то есть у человека очень неверное полностью представление об физиологии ребенка.
А причина, ну, вот как директор той школы в Петербурге мне сказал, вся проблема в том, что нас не учат психофизиологии, не учат нейрофизиологии учителей, ну и родителей. Вот, кстати, одна из задач как раз проводить такие родительские семинары в школах, чтобы родители узнавали об этом. Ну, мы проводим родительские собрания для этого, проводим уроки здоровья для детей. Вот, поэтому здесь точек, сколько держит ребенка, кто может сказать? Сколько точек держит ребенка? Я спрашиваю тех, кто не знает. Те, кто знает, можете не говорить. Чуть поменьше. Попа держит, значит, локти, столешница, чего еще? Ноги держат, пол, соответственно, и что еще забыли? Спинка, да. 4 точки. 4 точки, это между которыми ребенок зажат. Соответственно, как только он начинает работать стоя, у него сразу одна точка его держит. То есть одна точка – это пол. А как бы в остальном он может просто покрутиться, размяться. Вот он стоит за конторкой. Ну, иногда руки положит, иногда поднимет. Вот стоящая река, она в болото превращается. Подвижная река, она в болото не превращается. Ну, все наши медики, они постоянно выступают, что у нас здоровых детей нет. Кикелидзе, главный психиатр, он постоянно говорит о том, что 80% школьников – это пограничные формы психических расстройств. То есть 4 из 5. Вот у нас дети учатся в Каменногорске, в школе, в обычной. Вот видите, они учатся сидя стоя, то есть они каждые 10 минут меняются местами. Таким образом, у них обеспечивается вот эта самая двигательная активность, которой нет в обычной школе. Это вот наша. Ну, тут смотрите, какая ситуация. Вообще, вы правы, да, то есть, в принципе, лучше стоять. Но мы же исходим из того, что мы не на Марсе живем, не на Луне. Есть определенные стереотипы. Стереотипы учителей, стереотипы директоров школ, стереотипы родителей. Вот, поэтому Базарный, он предложил две схемы. Первая схема – это сидя-стоя, а вторая схема – это только стоя. Получается, что большинство школ, они, конечно, делают сидя-стоя. Почему? Потому что они, ну, как бы стереотип такой. Они посидели чуть-чуть, постояли чуть-чуть, посидели чуть-чуть, постояли. Вроде не засиделись, вроде не застоялись. Значит, но более такие радикальные школы, назовем их так, они делают режим стоя, вот как Ялтинская школа номер 7. Вот. Проблема одна единственная. Просто нужно натренировать тело ребенка таким образом, чтобы он мог спокойно стоять. Это, допустим, первый год обучения, может быть, этому посвящен, когда у него формируется костно-мышечная система, способная его держать. Вот позавчера мы были в Глазове в пединституте, там нам ученый один сказал, что медик, что сейчас очень много детей, у которых костно-мышечная система ослаблена. И они приходят, они вот болтаются, короче говоря, у них все слабые очень, не могут стоять. Поэтому, в принципе, с ним можно согласиться. Но еще раз, тут вопрос просто, как ее натренировать там, в течение определенного времени, допустим, первого класса обучения, и уже перевести со второго класса детей на режим работы стоя. Ну, если у ребенка патология опорно-двигательной системы, то, конечно, ему не место в школе. В этом смысле Министерство просвещения, оно сделало определенную ошибку, если не диверсию. Значит, оно допустило детей с разными проблемами в обычные школы. Тем самым, да. Тем самым это означает, что детям, которые нормальные, да, ну, относительно здоровые, назовем их так, они страдают, потому что учитель много времени посвящает ребенку с проблемами серьезными, а ребенок, соответственно, с проблемами, он тоже страдает. Потому что вместо того, чтобы работать, с ним работал специалист, который разбирается в вопросах его, с ним работает обычный учитель, который в этом ничего не понимает. А недавно, да. Ставить вопрос о том, чтобы этого не было. Вот, и требовать. Вы правильно говорите, надо все менять, я с вами согласен. Как в анекдоте, как это, про сантехника, которого посадили, его там сокамерник спрашивает, тебя за что посадили? Он говорит, да я в одном доме сказал, что всю систему надо менять. Вот. Примерно об этом. Коррекционные остались, вот, но родитель имеет право выбора. Он может отдать в обычную школу, а может в коррекционную. Это зависит от региона. То есть, вот, допустим, у вас нет мест, в Ленинградской области, наоборот, переизбыток мест. То есть тут зависит от обстоятельств. По-разному. Да. Мгм.
Да. Нет. Школа. Школа-интерната есть. Школа-интерната есть. Вот у нас есть, допустим, у нас в Ленинградской области есть там школа-интернат для слабовидящих детей, для проблемы с опорно-двигательной системой, там для 3, 5, 10. Вот. И если родитель хочет, он может туда отдать даже с пансионом ребенка. Вот. Но, допустим, одному родителю неудобно, например, туда ребенка возить, он хочет там рядом с домом, например. И он, соответственно, отдает в обычную школу. Вот в этом, там, ну, опять же, свои плюсы, свои минусы. Вот. Но факт заключается в том, что надо, это следствие уже, а надо решать проблему, причину искать. Причина заключается в том, что какой образ жизни вели родители и что привело к возникновению соответствующего заболевания. Ну, если папа с мамой пили и курили, как бы, ну, среднестатистически ребенок родится с проблемами. Родители там об этом не думают. Конечно, да. Так нет, любое действие, оно ведет к либо к плохому, либо к хорошему. Можно. Ну вот у нас главная задача-то какая? Проблема выявить. Все верно, да. Ну, смотрите, это, опять же, это частный вопрос. Вот, таких вопросов очень много. И надо... Я вчера... Согласен. Я вчера об этом говорил, вот те, кто был на встрече. Надо составлять список этих проблем и идти эти проблемы обсуждать и решать. То есть, ну вот вы составите там список из 1000 проблем. Уже вы 1000 не решите. Если вы 100 решите, это будет уже огромный шаг вперед для города, для республики, для России. Другое дело, что должна быть инициатива, потому что никто из родителей не идет и проблема не решает. Вот в этом проблема. Вот я говорю, вот когда в Гатчине мы начали работать в Ленинградской области, у нас только в одной Гатчине, ну, 15, что ли, классов, если я правильно помню. И до этого, 3 года назад, мне говорили, что там у вас ни одного класса не будет, вам никто вообще ничего не сделает, там чиновники денег не дадут. Сейчас у нас люди учатся. Есть классы с ОВЗ, ну, для таких детей в школе-интернате, а есть классы для обычных детей, ну, в обычной школе. Вот мне директор позвонила, школа-интерната, сказала, говорит, представляете, говорит, в ваших 2 классах у меня дети освоили не только базовую программу, но и дополнительную. А у него дети с проблемами психического развития. Вот, то есть оно работает реально. И самое главное, то, что работает, это родители могут решать проблемы. То есть мы можем приходить, можем ставить вопросы, обсуждать, собирать совет директоров, выступать на совете директоров, собирать депутатов, выступать на совете депутатов, ставить задачи перед руководством комитета образования, перед мэром города и так далее. Другое дело, если один родитель пришел, конечно, его слушать, может, и не будут. А если родителей пришло 200 человек, у меня друзья по какому-то вопросу писали в администрацию Сургута. Они им писали отписки. Вот, они взяли и в 200 человек пришли на прием. Заполнили всю администрацию, все коридоры. Ну, Сургут там не такой большой город. Вот, и, соответственно, администрация стала с ними уже по-другому разговаривать. Нет, и один человек может решить. То есть тут вопрос как бы в методах. Но если вас будет двое, это уже будет сила больше. Если вас будет трое, еще лучше. Если 10, еще лучше. Вот поэтому мы так и действуем, в принципе. Какие-то вопросы в одиночку решаем. Там, вот, допустим, у меня товарищ сейчас закрыл 50 магазинов алкогольных во Владимире. В одиночку. А? Письма писал. Роспотребнадзор. Вот. Он писал в Роспотребнадзор, вот алкогольный магазин, меньше 50 метров, продает алкоголь рядом со школой и детским садом. Он прошерстил весь город, ну просто взял Яндекс.Карты, открыл, набрал продукты там или алкоголь, там или курево. Значит, и ему все магазины на карте показал. Он дальше посмотрел, где образовательная организация. Линеечкой замерил, сделал скрин, значит, то есть снимок карты. Письмо в Роспотребнадзор типовое, там у него шаблон, вставил туда это изображение и отправил в Роспотребнадзор. Значит, вот так, непорядок, значит, здесь торгуют алкоголем либо табаком рядом с образовательным учреждением. Роспотребнадзор там по процентов 80 случаям отреагировал сразу, закрыл. По остальным случаям, это где магниты, пятерочки, там было бадание. Там 3-4 раза ему приходилось писать. Видимо, из магнита там пухлый конверт занесли в Роспотребнадзор, чтобы там не прекращалась торговля. Вот. Но, тем не менее, он добился. И была закрыта торговля и в магнитах, и в пятерочках.
Он просто стал писать последовательно. Не сработал в городе, написал в область. Область закрыла. Вот. Ну, это пример, что может сделать один человек. А ну, что говорить про... Я думаю, что у вас в Ижевске тоже много кто торгует рядом со школами. Ну вот, поэтому, пожалуйста, один человек может эту всю проблему решить. А если команда будет работать, так тем более. Ну вот Нижегородское дворянское собрание в петиции императору Николаю II сказала, что школа возвращает родителям детей, отданных в нее, здоровыми, изуродованных, кривобоких, близоруких, ничего не способных, ничего не знающих, преждевременно стареющих. То есть уже тогда люди обращали внимание на эти проблемы, но проблемы не решались. Потому что, к сожалению, на уровне государства никаких мер принято не было. Придумали разные штуки, вот такие упоры, такие вот штуки, значит, такие обучения для детей. Вот я приводил пример как раз тоже, когда Владимир Филиппович спросил детей, что у вас болит. Дети сказали, спина болит, шея, бок, ноги, там еще что-то. Он говорит, встаньте, разомнитесь. Дети встали, покрутились, размялись. Он говорит, а что болит? Они говорят, ничего не болит. Он повернулся к учителям и говорит, он так и сказал им, вы, говорит, халуя от образования, хватит мучить детей. Вот. Он их там нещадно крыл. Но он мог это сделать, почему? Потому что он обладал очень высоким статусом, скажем так, в официальной системе. И он, конечно, четко указывал сразу на причины, там и никто политесом там с ними не занимался. Может, поэтому многие за это не любили, руководители. Вот, но, по крайней мере, проблему он обозначал. Парта Эрисмана. Более 100 лет назад была разработана вот такая парта, которую вы, наверное, помните. И это вот в Сарапуле. Мы нашли в 15-й школе такой вот маленький кабинет. Соответственно, эта парта, она была более правильной с точки зрения эргономики по отношению к человеку, нежели к ребенку, нежели парта, вернее, стол вот этот сейчас, да, плоский стол. И, соответственно, какой-то диверсант в 60-е годы заменил парты Эрисмана на плоские столы поэтапно, вывел их из употребления. Хотя это, конечно, была глупость. И, соответственно, парта Эрисмана, она была наклонной. Почему? Потому что, ну вот мы все держим телефон вот так. Его никто вот так не держит. Потому что надо нагибаться и смотреть. Вот примерно та же самая история с тетрадью. То есть мы видим, когда тетрадь на горизонтали, мы видим трапецию вместо тетради. Наш глаз воспринимает. Если мы поднимаем ее и кладем на наклон, значит мы видим прямоугольник. Тогда наш глаз видит тетрадь полностью. Вот поэтому по отношению к детям вот такая диверсия была осуществлена. Еще грешили на освещение классов. Вот сделали везде освещение, ну, якобы хорошее. Вот, но на самом деле с ним проблема. Если говорить про освещение, значит, про светодиоды, вот, то с ним тоже большие проблемы, потому что там преобладает синий спектр, вредный для глаза ребенка. Вот, ну вот мне там инженер один звонил, сказал, что есть такая фирма, Ремес называется, по-моему, корейская, что ли, южнокорейская. Вот она научилась решать эту проблему с синим спектром. И там уже ну, как бы природосообразные лампы, в смысле, похожие на солнечный свет. Вот. Ну, либо лампочка накаливания. Она не экономичная с точки зрения расходования энергии, но, по крайней мере, для глаза она уже, матовая лампочка, будет лучше, чем холодный, мертвящий светодиодный свет. Вот конторки, которые само название контора. То есть когда-то 100 с лишним лет назад люди спокойно работали стоя, и вообще никакого вопросов не возникало. Сейчас вот есть такие заведения, я думаю, что, наверное, и нету. Хотя вот некоторые компании сейчас крупные, я был в Татарстане, мне сказали, что Татнефть стала делать стоячие места для своих сотрудников. Вот состояние здоровья детей и подростков по оценке отечественных зарубежных специалистов зависит от состояния окружающей среды питания 25%, генетических факторов 15%, деятельность службы здравоохранения 10, образ жизни 50. Когда я был в Ижевске 3 года назад примерно, мне подарили книгу «Лучшие практики по здоровью школ, детских садов в России». Значит, и я сразу ее открыл, когда у меня было свободное время, и посмотрел, а какие там практики. Я не нашел ни одной практики, посвященной образу жизни, а это 50%. Зато была куча обсуждений, чем дети, что они кушают, там всякие котлетки, не котлетки, там пюре, не пюре. Значит, есть служба здравоохранения, как прививки ставить, как мыть руки с мылом. Вот, и детям там написано, как детям объясняют,
Значит, в 4 классе там или в 3 что нужно руки с мылом мыть, когда они в детском саду уже все это знают. Значит, наши дети обездвижены по времени сколько? 8 часов они спят, 8 часов они находятся в системе образования плюс-минус, вот, за гаджетами, за телевизором, за машиной, за компьютером, прием пищи. Вот, и осталось на движение всего чуть-чуть. Вы, кстати, можете встать тоже. Вот коллега Андрей, я смотрю, тоже решил размяться. Правильно. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, вставайте. То вы сидите. Значит, ПГБУ, научный центр здоровья детей РАМ, нашел здоровых детей, полностью здоровых в школах Москвы 4,3%. Вот дети теряют свое здоровье в 1 классе. В итоге в 11 классе здоровых детей нет. Хроника нарастает с 0%, вот там сиреневые, до 4, ну почти 5%, а в некоторых регионах и больше. Основные заболевания: нарушение осанки и сколиоз повсеместно, болезни органов дыхания повсеместно. Вот методика Базарного, она профилактирует проблемы органов дыхания. И во многих школах дети просто не болеют, либо болеют мало, кто по методике Базарного работает. Болезни органов пищеварения, репродуктивная система, деформация тазобедренных костей идет у девушек, у девочек точнее. И в результате чего родовые травмы. А когда Базарный исследовал группу девочек, которые не учились сидя, а учились стоя за конторками, значит, там у них патологии не было. Система нормально развивалась. Плоскостопие, потому что люди сидят, мышцы расслаблены, потом резко дают нагрузку на ноги, и стопа уплощается. Сердечно-сосудистые заболевания. Кровь наша бегает по системе кровообращения благодаря не только сердцу, но и движению. И если мы не двигаемся, то, соответственно, сердце работает на пределе возможностей. Ну и, наконец, близорукость. Вот я сам жертва школы, тоже дети наши страдают. Нервно-психические нарушения, как я уже говорил, 4 из 5 школьников. Мальчикам нужно двигаться. Если мальчики не двигаются, они становятся девочками. Да. Ну, в методике Базарного, вот сейчас мы к этому перейдем, там вообще 44 элемента. То есть Базарный, когда исследовал этот вопрос, он ознакомился с перечнем факторов, которые воздействуют на здоровье. Ну, какие-то факторы, например. Это обездвиженность, самый главный фактор. Вот, допустим, он в качестве фактора выделил, допустим, освещение, например. Да, есть различные виды излучений, электронно-лучевое, металлозвуковое там, и так далее. Соответственно, ну, дал рекомендации, как устранить, что сделать. Ну и в частности, то, что касается вопросов обездвиженности, была разработана целая методика, состоящая вот из этих нескольких десятков элементов, которая просто приводит к соответствию процесса обучения, к соответствию законам психофизиологии. То есть задача просто привести наше рабочее место, наше учебное место, нашу квартиру в соответствии с законами нашего здоровья, законами нашего тела. Вот и вся задача. Поэтому как таковое там это не какая-то методика Базарного, ну фактически он сам так не говорил, конечно, мы так называем в память, а это методика здравого смысла, вот так ее правильнее назвать. И соответственно вообще еще в 1986 году Госплан принял решение о внедрении методики во все школы и сады Союза. Просто это решение не выполнено. И как я шучу там с коллегами, мы выполняем запоздалое решение партии и правительства. Вот. Соответственно, ну вот мальчикам, как я уже сказал, нужно двигаться больше в 5 раз, чем девочкам. Если этот фактор не учитывается, а все знают, что мальчики очень подвижные, то в общем, если он бегает, не надо ему запрещать. Пусть бегает, лазает, прыгает. Ну, главное смотреть, что там совсем уж экстремальных случаев не было. Ну вот как раз в 1988 году Совет министров СССР поддерживает программу, направляет Министерство образования РСФСР, Министерство здравоохранения соответствующее распоряжение. Принимается программа Министерства здравоохранения РСФСР «Массовая первичная профилактика школьных форм патологии» или «Развивающие здоровье принципы конструирования учебно-познавательной деятельности в детских садах и школах». То есть официальное название программы, и как вы видите, там нет никакого слова «методика Базарного», а есть «Массовая первичная профилактика школьных форм патологии». То есть профилактика – это будущее медицины любой. То есть задача, вот я вначале вам рассказывал, самая лучшая схема управления – это не лечить ошибку, а не допускать ее. У нас занимается лечением ошибки, а то и дальше ее. То есть у нас
как у нас оценивается количество, эффективность медицины по количеству заболевших. Вот, если там никто не болеет, то вы как-то плохо работаете. Вот. А то еще вас направить в аптеку, чтобы вы еще подольше болели, и желательно, чтобы у вас побочные явления возникли, чтобы вас потом еще от другого лечить. Вот. То есть фармакология, она ведет страну к катастрофе. В 2000-2001 повторное исследование проходит, все ведущие врачи подписываются под методикой. И, соответственно, гигиеническая экспертиза, педагогические технологии обучения и воспитания детей в условиях активно-сенсорно развивающей среды. Вот ее второе официальное название получила уже в 2000-е годы. Вот класс Базарного Путин посещает в 2011 году, Хакасия, лицей Эврика возле Саяно-Шушенской ГЭС у подножья. И ему это все понравилось, там вон конторки стоят, парта для работы сидя, сенсорный крест, вот я вижу, там тренажер на стене висит, зрительно-вестибулярный. Соответственно, ему это все понравилось, он подписывает указ о национальной стратегии действий в интересах детей. И, соответственно, этому указу написано, что нужно во всех образовательных учреждениях создать условия здоровья сбережения. Вот. И вот я был в Глазове, мы выступали. Нам там сказали, что мы занимаемся здоровьесбережением уже много лет. Вот. Я задал вопрос простой. А как проверить? То есть фактически нужны параметры, вот как мы в начале разговора говорили, параметры оценки здоровья. То есть у меня один вопрос всегда. Если вы занимаетесь здоровьесбережением, почему 100% больных детей? То есть тут два варианта. Либо вы не занимаетесь и говорите, что вы занимаетесь, либо вы занимаетесь чем-то, что неэффективно. Вот. И, соответственно, ну, в том случае как бы оно не работает. Вот Белгород единственный регион, который массово внедрил методику. 367 школ на данный момент, по нашим данным, из 560 с лишним. Первые 5 классов в этом году, не в этом, а осенью прошлого года, открылись в городе Иркутск. Вот как раз я стою тут с губернатором Кобзевым, который приехал на открытие первого класса. Вот, ему все понравилось, он как раз сказал, что я тоже пишу перьевой ручкой, и это очень здорово. Значит, наш класс в Ленинградской области. Вот Иркутск, кстати, в этом году хочет 40 классов открыть. Для физического здоровья. Пилотный класс Базарного. Мы исследовали второе частичное применение и третий традиционный класс. Но в традиционном классе мы добавили физкультуру. Причина простая. Пришли родители, сказали, а как же наши дети? Почему этим детям повезло, а нам нет? Поэтому, чтобы хоть как-то соблюсти, ну, мы не могли им класс Базарного поставить, поэтому пришлось им добавить физкультуры. Вот. Ну и как-то вот, чтобы соблюсти чистоту эксперимента, физразминки добавили, физминутки. И вот, соответственно, нам самим было интересно. Почему? Потому что многие родители, у них есть такой стереотип. Вот, кстати, мы и проверили его на практике. В чем суть этого стереотипа? Родители говорят, методика Базарного не нужна, надо сделать 5 уроков физкультуры в неделю, там бассейн, лыжи, короче, и все будет зашибись. Так и говорят нам. Значит, сделали детям физкультуру, сделали физразминки, физминутки, там, и там всякие спортивные секции. К чему пришло? В классе Базарного из 63% осталось больных 8%, то есть мы из 15 вылечили 13 человек. В классе частичного применения из 45 вылечили, соответственно, из 10 человек 7, осталось 14% больных. А здесь из 56% больных за счет физкультуры снизили до 40% всего лишь. И медики нам сказали, если бы не это, было бы все наоборот. Ну, то есть число бы выросло наоборот. Поэтому, к сожалению, физкультура, это, конечно, хорошо, но физкультура хороша тогда, как писал Лесгард, если она постоянна. Вот методика Базарного – это и есть пассивная физкультура. И в заключении медики написали, и педагоги, что чем больше Базарного в школе, тем лучше. Ну, к сожалению, конечно, я не встречал ни одной школы в России, где есть вся методика Базарного. Я думаю, что, может быть, у вас такая школа появится. Вот алые паруса, может быть. Сделают все элементы Базарного, будут хвастаться потом. Мы к вам будем приезжать смотреть. Мы тоже, потому что в деньги упираемся. У нас нет, к сожалению, возможности сделать все элементы. Сейчас самые современные классы, они в Иркутске. Вот это где есть все. Ну, благодаря местному депутату, который прилетел к нам в Гатчину, все посмотрел. Исчез на 2 года, потом через 2 года нам позвонил и сказал, я не исчез, я работал. Вот, и выбивал деньги из администрации. Наконец выбил, и вот появились первые 5 классов. Значит, конторки
базарного, они у нас в России, а это аналоги в Соединенных Штатах. То есть вы видите, что, ну, по факту это, конечно, не конторки, это столы, вот, но, как видите, уже здесь хотя бы есть то, что дети стоят, и это уже шаг вперед, потому что если бы они сидели, было бы плохо. Кстати, я вот сидячих мест тут и не вижу, да, вот, то есть, видите, они стоя работают. Есть такая школа, но уже с конторками в городе Сант-Галлен, это Швейцария. Единственная похожая школа в Швейцарии. Вот я своего коллегу попросил, чтобы он туда съездил и прислал мне фотографии, как швейцарцы учатся стоя детям. Значит, стол для работы стоя, это, видимо, детский сад. И, соответственно, в Соединенных Штатах есть свой профессор базарный, доктор Леви. Он всячески ходил везде, говорил, что надо учиться стоя, нужно учиться движению, его никто не слушал, пока он не пришел в компанию Apple, и Стив Джобс дал ему $1 миллион на открытие лаборатории. Таким образом, появилась первая лаборатория по проблемам двигательной активности в Штатах. Вот оттуда, кстати, пошли вот эти трекеры, которые у нас на руках многие носят, и шагомеры, которые в телефоне. Вот. Ну и, соответственно, появились какие-то первые вот зачатки технологий базарного, назовем их так, в Соединенных Штатах. Ну и подобная работа, она ведется значит, в Финляндии, в Швеции, Швейцарии, Германии, Австралии. Ну, с нами сейчас мало кто взаимодействует. Европа точно не взаимодействует по причине того, что они все перепугались, попрятались. Вот. Финны, ну вот с швейцарцами только немножко взаимодействуют, но они так особняком стоят. И то потому, что наш коллега, он там живет, в Швейцарии, и он не гражданин России, он гражданин Казахстана. Это ему позволяет, ему проще контактировать. Казахстан тут ни при чем, якобы. Соответственно, если посмотреть на Финляндию, вот, кстати, тоже к вопросу, значит, я ехал из Финляндии, меня на таможне остановили, ну, проверка машины, значит, и стали досматривать. Ну и офицер, который там был, он меня спрашивает, а чем вы занимаетесь, зачем вы в Финляндию ездили? Я говорю, мы ездили по здоровьесберегающим технологиям в город Йоэнсу. Вот, он говорит, здоровьесберегающие технологии, это конторки, да, значит, я говорю, да, он говорит, я знаю хорошо все про здоровьесберегающие технологии, там, и начал мне рассказывать. Вот, он так заинтересовался. Вот. Оказалось, что в Финляндии люди-то про здоровьесберегающие технологии знают. И вот если сейчас там родителя на улице остановить, там про здоровьесберегающие технологии спросить, да никто ничего не скажет. А у них нормально все, идет информационное просвещение. То есть самое главное, что они делают, это вводят в жизнь людей какие-то элементы здоровья-сбережения. И, конечно, хорошо бы, чтобы у нас дошло до такого, чтобы в каждой школе был урок здоровья, и каждому, там, не знаю, старшекласснику, да и вообще младшекласснику такой урок хотя бы раз в год появился, да. Я сейчас обратно в Гатчину приеду, как раз с директором уже вот вчера созванивался, он мне поставил в расписание уроки здоровья. Вот мы с 1 по 11 класс будем вот про это все рассказывать. Да. Я полностью согласен. В Европе всего две страны таких, это Финляндия и Швейцария. Вот, мне удалось посетить многие страны по работе, и, соответственно, вот только в двух этих странах я заметил вот такое отношение. Ну и оно и видно, что стандарты экологии очень высокие и там, и там. Ну вот по оценкам, то есть я ни одного специалиста еще опрашивал, вот все указывают на эти две страны, что... Ну, кстати, Финляндия, она под таким покровительством Швейцарии, в общем-то, и находится. Такой, как экспериментальная страна. Вот, и, соответственно, класс 47-я школа, город Баку. Азербайджан – это единственное государство, которое взяло методику базарного в качестве своей НАС-программы. Там президент все лично подписал, а сейчас там сотни классов уже по методике работают. И, соответственно, применяется методика и в Беларуси. В Новополоцке летом открылся первый класс. Теперь то, что касается элементов. Екатерина, у нас как там со временем? Надо делать перерыв? Я просто к тому, что это отдельный блок. Может, сделать перерыв тогда, после продолжить. Давайте так сделаем.
работали вместе с Базарным, но, к сожалению, нет у нас возможности не было из него все вытащить, потому что он скупой был достаточно на вытаскивание из него информации, потому что я его понимаю прекрасно, к нему приезжала не одна сотня людей, каждый его там рвал на части, значит, и, конечно, и потом он очень был разочарованный в плане каком, то есть он много сделал, а это не принимается системой государственной, и поэтому он, конечно, нас воспринимал, ну, приехали очередные просители. Вот. Мы его, в конце концов, конечно, убедили, но когда мы уже убедили, слишком поздно было, почему? Потому что его не стало скоро. И поэтому все, что мы смогли из него вытащить, мы вытащили, там, из книг и так далее. Но, как оказалось, есть еще. Вот. К сожалению, вот остался после него архив, вот, но этот архив, он какие-то там недобросовестные, там, не знаю, кто там, последователи, родственники, не родственники, они его присвоили себе. Вот, сейчас этот архив, как это, царь Кощей на златом чахнет. Вот. Соответственно, вот все, что из открытых источников мы узнаем, мы, естественно, запускаем в работу. Вот, допустим, мы отладили работу там по экологическому панно, там все, экологическое панно появилось, во Владимире его обкатали. Там, вот сейчас мы там еще несколько элементов нашли, там есть спираль базарная, вот мы сейчас изучаем, что это такое. Это изучим, я расскажу в следующий раз. Вот, там есть у него театр, кстати, сделанный для детей тоже, значит, для развития органов зрения. Ну и так далее. То есть там какие-то элементы дополнительные мы находим допустим, в школе в какой-то, там, в тьму таракане, там, вот в Астрахань, куда-то в глушь забрались, в Астраханскую область, там нашли новый элемент, палочки базарного. Вот. Значит, а мы их до этого нигде не видели, то есть никто их не применял. Ну, может, потому что там какой-то простой очень элемент всем казалось, и, может быть, там не очень эффективный. Палочки там, ну, я как понял, уже для себя их можно делать разные формы, то есть учительница проводит с ними упражнения и на мелкую моторику. У детей развивает ладошки, пальчики. Массаж, да. Классический. Но вот у Базарного там что-то свое разработано. Вот там какая-то форма специальная. Соответственно, ну то есть, короче говоря, вот эти элементы системы Базарного, их много, и нам бы хотелось, конечно, чтобы появилось больше школ, где они все применяются. Но с другой стороны, я понимаю директоров, почему они это не делают, потому что применять 40 элементов, это действительно очень, ну как сказать, накладно по времени и по ресурсам. И поэтому все стараются, конечно, сделать несколько основных элементов, которые дают, там, допустим, 80-90% результата. Но, тем не менее, хотя, опять же, что судить, так сказать, в качестве результата? То есть мы-то считаем, что человек – это то, что в нашем представлении, вот некая норма, а человек будущего, он совершенно другим будет. И там будет, наверное, какой-то космический человек, мы даже о нем еще даже представления не имеем, кто это будет. Вот. Но действительно, в общем-то, если посмотреть на количество работы, которую мы проделали, мы в Удмуртии, наверное, больше всего раз приезжали. Наверное, больше ни в какой регион столько раз не приезжали. Вот Владимир на втором месте у нас. Соответственно, мы с ней позже начали работать. Ну вот теперь я, наверное, перейду к самому важному. Вот для тех, кто особенно про это не знает, какие элементы входят в методику Базарного. У меня, к сожалению, пока что, как я говорил, не все слайды есть, не про все элементы. Я про некоторые устно расскажу. Вот, может быть, на некоторых деталях заострю внимание. Сегодня вот я как раз утром в 7 часов утра проснулся, мне позвонили с Ленинградского радио «Голос Отечества», просили дать интервью про каллиграфию. Вот мы с ними видео занятия записали, сегодня вечером оно уже будет у нас в группе. Поэтому, кто захочет про каллиграфию узнать поподробнее, оно там уже на 1,5 часа лежит. Вот, соответственно, первый элемент – это конторка и парта. Как вы понимаете, как я уже говорил ранее, да, вертикальная поза, она является ключевой в развитии ребенка. Поэтому мы, конечно, стараемся как можно больше детей вертикализировать в школе. То есть, чтобы у них была возможность, свобода двигательной активности, чтобы они могли крутиться, там, наклоняться, вот как мальчик на этом, так сказать, фото. Вот. Конечно, ключевой момент – это учитель в этой системе, потому что надо очень четко следить, чтобы учитель выполнял все требования методики Базарного. Мы с какой проблемой сталкиваемся, что даже в нашей собственной школе учителя начинают халявить. Вот. То есть мало очень учителей в стране, которые ответственно, по совести, осознанно подходят к этому вопросу, как мы сами. Поэтому, так сказать, глаз да глаз, контроль постоянный. И то же самое, естественно, будет касаться и муниципальных школ. То есть учителя, они, в принципе, ну, как бы и за методику, в общем-то, и работают, и что-то делают, но есть четкие требования, которые надо выполнять.
Вот одно из таких требований – это, конечно, менять ребенка постоянно за партой и за конторкой, потому что многие учителя там ведут урок, забывают, там дети им не напоминают. Поэтому у нас вот такое дополнение мы ввели к методике, сделали в классе, у нас есть дежурный обычный, да, есть дежурный хранитель времени. Вот, поэтому у него есть песочные часы, они стоят у него на конторке или на парте. И он его задача в этот день, каждые 10 минут всех поднимать и менять. Еще одна хитрость, которую мы придумали. Мы на доску повесили изображение конторки маленькое в уголке и 4 магнитика. 1, 2, 3, 4. Соответственно, дежурный хранитель времени, он меняет всех и подходит на конторку и наклеивает там циферку 2. То есть началась вторая часть урока, вторые 10 минут. Потом циферка 3 и циферка 4. И бывает ситуация, там директор раз заглянул в кабинет, смотрит, ага, в конце урока висит цифра 4, значит, здесь все в порядке. А если он заглянул, там висит цифра 1, значит, что-то, какой-то сбой произошел. Вот, и там, соответственно, учитель уже потом влетает. Вот, поэтому, ну, вот как видите, разные тонкости, там разные ходы ищем. Вот. Ну вот конторка парта. Парты сейчас стали такие же, как конторки, наконец. Вот, научились делать полочку верхнюю, производитель наш. И, соответственно, теперь, значит, они выглядят одинаково. Обязательно есть нижняя полочка, куда все лишнее убирается. Обязательно есть плавная регулировка угла наклона столешницы. То есть мы можем опустить там, допустим, на урок труда, если это требуется, или на урок рисования. Вот. Но, в принципе, в последнее время уже все приноровились, все даже на наклонной поверхности работают. Стаканчик с водой можно вставить в черный стаканчик. То есть, в принципе, все реально. Обязательно, соответственно, верхняя полочка, на которой все лишнее можно сложить. Ну и то, те же там какие-то предметы, чтобы не скатывались. И вот здесь еще антискользящая лента изображена, но в принципе принципиальной особенной необходимости в ней нет. Вот, ну по желанию она делается. Так, следующий слайд у нас, соответственно, конторка выравнивается по росту. Дети, соответственно, разного роста, поэтому мы, чтобы обеспечить всем максимально благоприятный режим работы, их ставим и садим по росту. Ну, оптимально, конечно, как я уже говорил, это раздельно-параллельное обучение, чтобы девочки с девочками, мальчики с мальчиками учились. Вот. Но там, где мы смешанные классы у нас, мы не можем этого сделать. Там мы стараемся, чтобы девочки с мальчиками не сидели. То есть там, допустим, мальчиков в одну часть, девочек в другую часть класса развести. Это уже помогает, даже если класс смешанный. Вот, соответственно, ну, вид спереди, соответственно. Вот тут у нас тоже я рассказывал историю, как мы этот класс получили, часть, вернее, оборудования. У нас в этом классе, соответственно, внук главы района учится, и я подошел к директору, говорю, что нам надо денег в комитете образования получить. Он говорит, что денег у них нет. Ну, я говорю, ну, давайте я позвоню, там, знаю, что им сказать. Я позвонил, спрашиваю, надо 200 тысяч. Они говорят, не дадим. Я говорю, Виталий Андреевич расстроится. Они говорят, кто это? Я говорю, ваш главный начальник, глава района. Они говорят, а что такое? Я говорю, вот внук его поступил к нам в школу. Они говорят, все поняли, через 2 дня деньги были у нас на счету. И этот глава района мне позвонил, говорит, молодец, умеешь деньги находить. Вот так у нас появилось оборудование в этом классе. Базовое. Разная расстановка может быть. Конторок, парт, как вы видите. Что думали? Ну вот видите, конторка, парта рядом стоят, и, соответственно, дети там полукругом. Вот у нас, допустим, в Петербурге, там в одной из гимназий вот так они расставили. В Дагестане, вот, например, школа есть, где вот так конторки, парты стоят. То есть тут уже зависит от учителя, от количества детей в классе. То есть если у вас там не так много, вот как здесь, допустим, сколько получается, примерно 20 человек там с небольшим. Позвоночник – бог здоровья, потому что на него выведены все наши органы. То есть, соответственно, очень важно, чтобы он был в порядке. Поэтому Базарный он говорил как, что позвоночник – это жидкокристаллическая антенна, соответственно, вместе со спинной мозг, я имею в виду, и головной мозг. Поэтому фактически через эти органы мы подключаемся туда, в ноосферу, которую открыл академик Вернадский. И, соответственно, передаем и получаем сигнал. Поэтому если антенна у нас искривлена, ну, вы сами знаете, если антенна не в рабочем состоянии, то она ничего не передает. Вот, мы ее с помощью сидения приводим в нерабочее состояние.
Дети с проблемой опорно-двигательного аппарата, тоже у них есть режим обучения лежа-стоя. Конторки задним рядом, конторки боковым рядом. Вот у нас тут улыбается парень, бригадир наш в школе. Значит, он в школе командует всей сборкой мебели. Значит, и сейчас уже в 10 классе учится. Вот как раз первый класс у нас экспериментальный появился именно для старшеклассников, вот в его классе. И вот вы видите, там и парты, угол наклона, видите, какой крутой? 16 градусов 17. И, соответственно, конторки тоже. Поначалу, здесь правильно, вы все правильно отмечаете, что некоторые сутулятся. Это первое фото, в общем-то, только работа в классе началась. И, конечно, по-хорошему надо, чтобы в классе были и другие элементы. Вот, допустим, мешочек с гречкой на голову. Когда мешочек надевается, то, соответственно, наклона не сделать, потому что мешочек падает, нужно поднимать. Поэтому... Да. Нет, поначалу, конечно, там было очень много возмущений. Да. Не, по-хорошему у них должна быть подставка для книги и так далее. То есть методика, она же комплексная, она требует множества элементов. А нам дали денег, допустим, комитет образования там и депутаты на конторке только. И вот, соответственно, мы что имеем, то имеем. Но даже этот фактор, он все равно, вот он сам давал интервью, этот мальчишка в фильме «Секреты здоровья детей». Он сразу сказал, что, говорит, 1,5 месяца все возмущались, а потом привыкли и стало удобно. И, соответственно, сейчас уже они не хотят из этого класса уходить. То есть, как сказать, когда идут в обычный класс, они уже испытывают дискомфорт. Но по-хорошему да, потому что вот когда подставка, она будет вот здесь стоять, напротив глаз будет книга. Это удобнее просто будет. Да. Да, по факту да. То есть чем меньше вы наклоняетесь, тем лучше для вашей спины, для вашей шеи и для здоровья. Да. Значит, мы проводили исследования, когда вот в Каменногорске я вам цифры показывал. Значит, когда мы проводили исследования, мы проверили этих детей спустя, они закончили школу и закончили вуз. Их снова собрали и проверили здоровье. Оказалось, у тех, кто прошел через базарного 1-4 класс, несмотря на то, что они с 5 по 11 сидели за столами, что в вузе они сидели 5 лет еще или 6, вот, у них здоровье оказалось примерно в 2-2,5 раза лучше, чем у их сверстников, кто не прошли через базарного, а учились в обычном классе. То есть базис, да, мы положили базис. А если вы добавите еще и старшую школу, то есть вот, допустим, вы пишете проект, добавьте еще старшую школу, что я вам советую? 6 конторок задним рядом в каждом классе. Хотя бы, да. Вот мы так и делаем. Вот здесь вы видите, здесь стоит 5 конторок, и сзади еще 6 стоит. Они в кадр не попали, вот как здесь, да, вот задний ряд. И еще спереди одна конторка, еще сбоку мы впихнули. В общем, все пространства мы задействовали. То есть куда можно, там дети встают. Но здесь единственное, здесь классы помладше, а там конторки гигант стоит слева, это для детей переростков. Такие тоже есть. Там под 2 метра. Угу. Да, вы правильно говорите. Вот, вы все правильно говорите. То есть мешочек, он не нужен постоянно, то есть это первый год примерно обучения. Это вот в конторке другой фирмы, Живистоя питерской. Значит, директор вот школы-интерната у нас за конторкой такой работает. Это мы проводили эксперимент, мы эти конторки закупили, но в итоге от них отказались. Причина очень простая, они деревянные, фанерные, и дети их быстро превращают в клочья. Вот. И, соответственно, все-таки вернулись к конструкции, где металло ЛДСП, ну или металлодеревянные, потому что она надежная. А здесь на фото, значит, вы видите столы для работы стоя. Это уже офисные варианты. Соответственно, вот тут мы на одном из производств у вас были. Значит, там такая возникла идея оборудовать конструкторское бюро, оборудовать такими столами, чтобы сотрудники фирмы стоя работали завода. Вот поэтому, может быть, у вас такой завод появится. Это возможный вариант. Базарный поначалу так и делал. Вот. Просто вопрос, как бы, ну, нужно ли это или не нужно. То есть
Мы решили по пути идти, накопить денег, купить нормальное оборудование, чем 2 раза переделывать. Сначала 1 раз переделать, потом еще раз переделать. Все равно затраты как бы, но не знаю, вот у нас есть, например, благотворительный проект в Кировской области, мы его делаем, там школа в Тиму-Таракане, в общем, далеко-далеко. Значит, Кирс, город Кирс, как я называю, колония исправительных работ Севера. Значит, там оно так и есть, там много очень лагерей. И там маленькая школа. Вот. Мы с директором школы повстречались, он очень загорелся, очень говорит, я хочу, но денег-то вообще у меня нет, и говорит. Я говорю, ну ладно, давайте мы сделаем благотворительный проект. Мы сделали объявление в интернете на портале Skies, это портал для сбора пожертвований. Но он процент основать не берет, самое главное. И, соответственно, мы собрали денег, вот сейчас заменили им конторки, поставили в классе, сейчас вот на парты собираем, вот зрительный тренажер им поставим. То есть вот такая, как сказать, такой мини-проект. И в этом районе и вообще там на севере Кировской области, ближе к Коме, мы там это дело популяризируем таким образом, чтобы родители знали и так далее. Массажные коврики. Значит, дети с большим удовольствием стоят на ковриках, потому что тугая обувь – это фактор, который сдерживает развитие ребенка. И, соответственно, дети с большим удовольствием стоят на этих ковриках. Это Казань, 14-я гимназия. Значит, вот мальчику повезло, он один на заднем ряду, на задней партии, вернее. Он может переходить, вставать и садиться, когда ему охота. А он все время предпочитает стоять весь урок. То есть в идеале, конечно, это когда 2 рабочих места на одного ребенка. Тогда ребенок может встать и садиться ему не надо. Стопа. Значит, все органы на стопе. Профилактика плоскостопия. То есть идет оздоровительный эффект. Ну вот наша школа. Значит, это слева это наша гимназия, справа это Каменногорский центр образования. Массажные мячики и сосновые шишки. Очень благоприятный элемент, благодаря которому, соответственно, дети разминают свои ладошки, потому что, опять же, на ладошке выведены все органы. Да, шишки. Ну, единственное, вот я приводил пример, как-то, значит, в Севастополе нам шишек дали, мешок. Вот, там шишки хорошие, они не ломаются, они крепкие и большие. Поэтому южные шишки, они в этом отношении лучше. Но можно и сосновые, то есть тут не проблема. Приедь. Можно, да. Вы можете презентацию скачать без проблем. Я могу вам перекинуть на почту. Или может там, не знаю, можно в группе выложить. Ну вот в Кировской школе 27, если не ошибаюсь. Вот как раз там директор сзади стоит с завучем. Мы провели занятия. Вот, потом приехали, они сразу же купили на второй уже раз приезд, купили уже массажные мячики, уже показали, как они делают разминку. И друг другу массируют спину, там, да, и воротниковую зону. Вот. Поэтому, да, детям очень нравится, и учителям. Рукотворчество, ноги и речь – это основные функции коры головного мозга. Соответственно, от развития каждой из этих функций зависит развитие и других. Вот многие знают, что прямохождение, оно сразу производит прорыв речи. Соответственно, больше разговаривать с детьми, больше работать руками, мелкая моторика. Базарный четко установил закономерность, что если нет работы руками, соответственно, жизнь загублена. И ноги как можно больше ходить ногами, желательно по разным маршрутам. То есть вы идете в школу, старайтесь ходить по разным дорогам, чтобы не было однообразия впечатлений, а тупения психики. Следующий, соответственно, слайд – это вот АКУ 47-я школа, сенсорные кресты висят. И вот здесь покрупнее, Баку, да, Азербайджан, да, там у них методика Базарного, как у нас программа. Вот, и, естественно, вот Алена Майко, как раз председатель родительского комитета Севастополя, она показывает крест сенсорный подвесной. То есть крест поднимается, опускается. Его задача какая? Он колеблется в воздухе и работает глазная мышца. И, соответственно, глаза работают. Они не мертвые, нет статики. Да, на крючки вешаются любые дидактические материалы. Вот если вы на этом слайде посмотрите, вы видите, вот висят там бананы какие-то, там вишни, игрушки разные, автобусы, в общем, ну все что угодно. То есть задача какая? Допустим, учитель дает задачу отнести, допустим, что-нибудь на доску. Вот я пример привожу все время. В Владимире 22-й школе я видел, мне очень понравился урок. Учительница начала урок с хорового пения. Они спели вместе весело шагать по просторам. Вот. Потом начали урок, и там разные задания.
одно из заданий было, нужно было найти имя соседа своего на крестах, 4 креста в проходах, да, и найти характеристику этого соседа. То есть, допустим, Аня добрая, Вова смелый, то есть подобрать какое-то слово. Там множество слов висело на крестах. Дети ходили, выбирали, ну, искали имена, выбирали эти характеристики и относили на доску и сформировали, соответственно, эти словосочетания. В итоге там за несколько минут все это задание выполнили, дети получили заряд положительных эмоций, они прошлись по классу, то есть была двигательная активность, и поисковый рефлекс отработали. Соответственно, кроме того, на крест можно вешать игрушки, буквы, цифры, картинки, объемные геометрические фигуры, там все что угодно. Вот фигура, она обычно стоит на столе, да, а тут ее можно покрутить, со всех сторон рассмотреть. Вот, тоже полезно. Любой объект, который движется, он всегда привлекает внимание. То есть вот кто-то что-то там ходит по аудитории, сразу это привлекает глаз. Здесь точно так же. То есть отмечено было, что информация, которая в движении, она лучше запоминается, чем информация, которая в статике. Поэтому Базарный, когда нашу школу смотрел, он сказал, все убрать, Путина убрать со стен, там ничего не должно быть. То есть, соответственно, все материалы должны быть подвижны дидактически. И, наконец, ну вот, если есть доброволец, хотите? Я покажу. Хотите, да, давайте. Как это выглядит со стороны. То есть вы вставайте боком и наклоните голову вперед, да, вот так. Вот это нормальная поза, так сказать, ну, на самом деле ненормальная, в которой сидит ребенок, обычная поза. На данный момент задние шейные мышцы напряжены, и, соответственно, эти же задние шейные мышцы держат тяжелую голову. И в данный момент, соответственно, мышца напрягается, наступает некая точка кипения, так сказать, когда, значит, начинается уже стресс-напряжение в плечевом поясе. Происходит засоление, происходит закисление, ну и там куча побочных реакций. Теперь можно выпрямить голову. Значит, когда голова ровно сидит, да, все верно. Вот зажимы, да, и так далее. Позвоночник начинает перестраиваться, чтобы компенсировать вот это все. Когда голова ровно сидит на позвоночном столбе, никаких зажимов, заломов нет. Кровеносные сосуды работают нормально, не пережаты, нервные работают нормально, нервы. Соответственно, когда голова наклонена, еще вырабатывается гормон кортизол, который отвечает за стресс. Как только голова поднята, вот мы всегда, когда радуемся, мы идем, вот, радуемся жизни. Когда мы печалимся, мы понурые ходим. Соответственно, когда мы радуемся, вырабатывается дофамин, то есть который уже отвечает за хорошее настроение. Можно садиться или постоять. Соответственно, вот. Да. Варианты разные есть. Постелить деревянный пол поверх бетонного. Другой вариант постелить, вот мы сделали, у нас была такая же проблема, мы постелили ковролин мягкий. Вот, у нас дети сейчас в носочках там бегают по ковролину, некоторые даже босиком пытаются. Вот, соответственно, и поверх там уже массажные коврики лежат. То есть тут Базарный просил, ну, когда мы с ним общались, он всегда просил о том, что старайтесь как можно меньше использовать химических всяких. Вот. Поэтому посмотрите такой ковролин, который будет не либо из натурального материала, там из шерсти, например, да, либо если тут еще зависит от ну, как бы влаги, да, там, ну, разные параметры. Либо там искусственный ковролин, но опять же материал надо смотреть. В общем, максимально безопасно для здоровья. Да, я с вами согласен, но Алексей, как я понимаю, спрашивает про семейную школу, да? Вот, там убирать, в общем, вопрос как бы не стоит, да. А в муниципальной школе, ну, разные варианты есть, там половички, например, постелить. Вот, или, ну, у нас уборщицы на самом деле ругаются, конечно, эти ваши конторки, вот, эти ваши коврики. Но мы, во-первых, мы детей приучили, что когда они, сейчас я конторку найду какую-нибудь, ну вот, да, вот здесь не видно, ну, в общем, короче, здесь крючок, вот, они на этот крючок всегда коврики после занятий вешают. Поэтому, когда уже уборщица приходит, она протирает, там уже ничего не мешает. Можно так, да, тоже вариант. Вот, соответственно, ну вот про крест, наверное, все. Соответственно, ну и потом я еще раз говорю, что крест всегда можно убрать, если он в данный момент не нужен. Ну вот креста нет, допустим, вот учительница у нас показывает, можно разложить направо-налево слова по частям речи. То есть каждый ученик подошел, одно слово разложил. 14-я гимназия, шведская стенка. Сейчас мы вот как раз этот элемент будем исключать.
Вот, вместо него будет русская стенка. Значит, нет, она будет с турником и с перекладинами, просто мы изменили конструкцию. Значит, теперь будет наша перекладина будет выглядеть примерно вот так, да, как синусоида. Они будут объемные. Значит, мы консультировались со специалистом, разработчиком русской стенки, который нам предложил заменить на шведскую, ну, убрать шведскую стенку, заменить на русскую. Значит, смысл какой? Наша ладонь, ей нужны объекты круглые, да, то есть объекты не прямые, потому что как только мы беремся за вот такую перекладину, у нас кисть, она ломается. Ну, не в прямом смысле ломается, да, в смысле ломается ее структура. И поэтому он отметил, ну, разработчик, что давно тоже этим вопросом занимается, сделал несколько опытных экземпляров и отметил, что детям это очень нравится, потому что они захват очень удобные, да, то есть такие шведские, они гораздо, такие, вернее, русские стенки, они гораздо эргономичнее, да, то есть гигиеничнее, что ли. И, соответственно, то же самое со стопой. В стопе гораздо удобнее лазать по каким-то вот камешкам, там, выпуклым объектам, нежели вот по таким ровным прямым перекладинам. Вот, поэтому надеюсь, что у вас тоже такая стенка появится в школе. Но мы сейчас закажем первую пробную партию, там хотя бы 5-10 штук, и, соответственно, уже вам сообщим. Честно, пока не знаю, то есть не я этим вопросом занимаюсь. Но я не думаю, что они будут стоить больше, чем шведские стенки. Да, я согласен, но тут уже это производственные вопросы, мы обсудим их. Динамика роста учащихся, красной линии, это класс обычный, где дети растут на каникулах, на летних. То есть вы сами замечаете, как дети после лета подрастают. А на зимних, весенних, осенних каникулах они растут медленно. То есть, ну, микророст там идет, потому что каникулы сами маленькие, да, но все равно есть микророст. Это отметили специалисты, что он есть. А почему есть? Потому что на каникулах они не сидят. Они постоянно двигаются. Вот. Ну, особенно те, кто у бабушки в деревне. А здесь класса базарного рост идет постоянно. Почему? Потому что нету компрессии вот этой, сжатия позвоночника постоянного. Значит, бегущие огоньки. Тренажер, который 4 плафона по углам класса, да, и вот пульт управления, который на стене у учителя висит. Вот, соответственно, дети делают упражнения, как вы видите. Должны поймать, где загорелся огонек. Да, вариантов, старые вот эти варианты по базарному, их много. То есть кто-то вешает, допустим, 4 цифры. И, допустим, учительница говорит, 2 плюс 2, дети показывают, 4. Там 5 минус 2, они говорят, 3, и показывают. Но это варианты, они как бы вот исходя из экономии средств все придумывались. Сейчас-то, конечно, уже время немножко движется вперед, и, соответственно, разработали автоматизированную систему. Причем сама система тоже будет усовершенствована скоро. В России сегодня только наш производитель их делает. Вот, соответственно, если посмотреть, да, сейчас я дальше переключу. Вот, на потолке вы видите следующий тренажер, специальный универсальный символ. Вот он, это правильная версия тренажера, последняя, то есть которую базарный утвердил. Цвета здесь синяя восьмерка, коричнево-золотистый крест, внутренний овал зеленый и внешний овал желтый. Ну, вариант какой? Перекрасить несоответствующие цвета. Ну, значит, используйте то, что есть, а потом просто будете вести плавную замену. Если вот у вас получится с вашей программой, как вы задумали, просто вам уже профессионально сделают потолок. Ну, вот как вы здесь видите, внешний овал желтый – это траектория движения Солнца. Внутренний овал – это зеленый, это траектория движения Земли. Вот здесь видно получше, наверное. Крест золотисто-коричневый. Мы даже цвета вот, все следим за ними, чтобы соответствовало. И да, можно съездить в Алые паруса, там такой тренажер есть. И, наконец, восьмерка, она синяя. Это полярная звезда. Разница есть, потому что все цвета проверялись на восприятие психикой. То есть здесь конкретно подобраны цвета специально, то есть последовательность их применения и воздействие на психику. То есть этот тренажер был создан для успокоения психики. То есть чтобы ребенок
к концу урока он успокаивался. То есть бегущие огоньки применяются через 15 минут после начала урока, а специальные универсальные символы применяются за 15 минут до конца урока. Есть еще методика работы с тренажером, потому что я был в разных школах России, не везде правильно этот тренажер используют. Методика – это отдельный вопрос. Значит, можно, да, то есть, но там не сильно, я думаю, вред-то будет, но пользы будет мало. Вот. Наша задача какая? Чтобы глаза хорошенько работали, вот, чтобы туловище работало. Вот, допустим, я знаю, там школа, вот, допустим, я был в Казани, кажется, там мне показывали, как они делают на тренажере, на этом они водят вот так, да. Руки не задействованы, туловище не задействовано, работает шея и глаза. То есть, а тренажер рассчитан на все тело. Я вот, кстати, предлагаю сделать разминку. Давайте на тренажере, как мы обычно делаем. Вот. Поднимаем руки вверх, значит, будем делать наклоны вправо-лево. То есть представляем, как будто крест над нами. Ну, вот линия, кстати, над каждым из вас идет. Вот по ней можно и делать. От конца до конца аудитории. И поехали. Глазками бегаем по линии, потому что мы глаза тренируем тоже. Над вами линия, видите? Вот можете вставать, как я стою. Вот мы с вами по этой линии вводим руками. А глазами вы тоже смотрите на эту линию. То есть не на стену, а наверх, на потолок. Что мы глаза тренируем. Все, руки можно опустить, расслабить. Значит, следующая линия над вами, опять же, это которая идет вперед-назад. Вот, и делаем наклоны вперед-назад. Поехали. 2, 3. Глазами проводим по линии, глаза тренируем. 4 и 5. Вот, все, можно чуть-чуть расслабиться, руки встряхнуть. Следующее наше упражнение мы делаем по часовой стрелке по овалу, по внутреннему. Вернее, у нас внешне идет овал, внешний, да. Все, поехали. Раз. Два. Смотрите, не переусердствуйте. А то бывали случаи, когда потом учитель за спину хватался, охал и садился. Вот. Потому что переусердствовали, да, переоценили свои возможности. Значит, четвертое, упражнение наше. Мы двигаемся по овалу, но только в обратном направлении против часовой стрелки. И поехали. Тоже глазами следим. Можно бедрами себе помогать в обратную сторону, чтобы амплитуда увеличилась. Вот, ручки опустили, встряхнули чуть-чуть, расслабили, не напряглись. Ну и, наконец, последний элемент – это восьмерка. Мы делаем, соответственно, восьмерку над головой. Детям очень нравится этот элемент. У нас как-то мы в Ижевске делали, в Дворце пионеров, там было 350 человек. Меня товарищ увидел фотографию, спрашивает, что у вас за секта? Что вы кланяетесь? Я говорю, секта здоровья поклонников. Вот. И теперь, соответственно, повесьте себя на плечики, как говорят в театральных вузах. Распрямили плечи, повесили себя на вешалку воображаемую. Все, можно продолжать дальше. То есть сразу после, вы чувствуете, уже кровоток заработал, лимфатическая система заработала, нервная система заработала. Короче, организм оживает. Дети реально очень на взводе, бодро очень дальше работают следующую часть урока. Но в то же время, как ни странно, то есть несмотря на то, что тело активизируется, психика, наоборот, успокаивается. Вот, то есть тут играет именно то, что цвета подобраны удачно, плавные линии. Вот, то есть детям очень нравится этот тренажер. И такие классы и потолки они называют космическими. Ну, в принципе, что и недалеко от истины. Вот, мы даже общались тут с Роскосмосом и говорим, давайте мы вам классы космические будем делать. Вот. Это вот наша гимназия. Ну, вот дети тут тоже занимаются. Ну, в принципе, все, что вы делали, сейчас уже, в принципе, смысла смотреть нет. Теоретически, я думаю, можно. Вот. Но вообще, как мне базарный, когда руки смыкаете, вы тоже ограничиваете их немножко все-таки. Вот. Чем больше свободы, чем больше раскрепощения, тем лучше. Вот.
Не, ну там расстояние как таковое не определено между руками, но вот самое главное, чтобы руки были прямыми, чтобы тело вытягивало струнку. Тянем позвоночник. Дети с удовольствием занимаются на тренажере. Вот тут девочка начала делать упражнения на перемене. Вот, сама ей очень нравится. И часто на уроке у них взгляд падает на потолок, они пробегают по стрелкам. Почему базарные, кстати, рекомендуют делать потолок, тренажер максимально возможного размера. То есть, как на фото, которое я показывал, вот видите, он упирается в конец класса и там по всему. То есть весь потолок должен быть задействован. Если вы делаете меньше, чем меньше будет тренажер, тем меньше его эффективность. Вот и мы были в Татарстане, мы увидели этот тренажер на плакате в каждом классе. То есть везде, куда в какую школу не приедем, везде есть тренажер базарного. Я спрашиваю, а что это такое? Они говорят, какой-то плакат висит тут уже много лет. Вот. Я понял, как он применяется там. В общем, он везде по всему Татарстану как украшение класса используется. Вот. И там много таких школ. Мы вот приехали в один крутой лицей. Там директор, вот у нас там здоровое сбережение, там вот у нас тут столовая, короче говоря, тут дети у нас правильно питаются. Вот. А говорю, конторки у вас есть? Она говорит, да, конторки есть, вот там цветы на них стоят в коридоре. Вот, я понял, как они цветы оздоравливают. Такие доски используем для письма. Значит, дети, опять же, ну, глаз у них и психика устроена, чтобы, вернее, не чтобы, а они плохо воспринимают мелкие объекты. Поэтому мы пишем крупными буквами, считаем на этих досках. Доски в линовку, в клетку с задней стороны. И на досках дети много рисуют. Вот Базарный вообще рекомендовал осваивать письмо через рисование. И вообще каллиграфия тоже через изображение, через арт-каллиграфию начинается освоение. Вот учителя тут у нас обучение проходили. Потом переходим на механический карандаш. Для чего нужен карандаш? Чтобы поставить руку. Есть такой хороший советский фильм «Первоклассница». Вот, рекомендую посмотреть, кто не смотрел. И там показано как раз, как учительница не дает девочкам, класс девочек, как раз там еще раздельное обучение показано, не дает в руки перо, пока девочка не научится писать карандашом. Соответственно, чтобы не давить на бумагу, потому что как только ты надавил, допустим, механический карандаш сразу ломается. Снова выдвигаешь и так терпеливо дальше. Только потом мы уже переходим на перо. Вообще у нас один из основных инструментов, это три, вернее, основных инструмента, это карандаш, это кисть остроконечная и перо. Японцы, они занимаются каллиграфией постоянно, у них топ-менеджер японский полчаса в день, час занимается каллиграфией каждый день. Это способствует развитию нейрофизиологических возможностей. Вот у меня коллега ездил в Японию, и вот в интервью, не в интервью, вернее, в разговоре, японцы ему сказали, только дикари и дураки могут отказаться от своей письменной культуры, как вы это сделали. Потому что только на основании народной вот этой письменной культуры, многовековой, значит, может развиваться система образования, в том числе и культура, дальше. Вот, а вы практически всю свою письменность уничтожили. Ну и, к сожалению, это так и есть. Да. Пятерку, например, можно использовать. Да. 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 Все, мы заканчиваем, да. Пятый, да. Ну, смотрите, здесь вам проще всего, есть школа Атаза Даижицы, школа каллиграфии в Петербурге. Вы это запишите, запомните. Ну или потом ко мне обратитесь, я подскажу. Вот они, соответственно, могут подсказать, как и что. И можно к ним на занятия записаться. Они как раз профессионально этим занимаются. Самое главное, шариковая ручка напрягает кисть, приводит стресс к напряжению. Соответственно, мы меняем на остроконечную кисть, на перо и на карандаш, соответственно. Ну, вот сначала карандаш, потом кисть, потом перо. Перьевые наборы, которыми дети работают, тут они у вас в школе здесь тоже есть. Значит, вот эта кисточка, видите. То есть ребенок учится контролировать. Это очень сложно управлять этим инструментом. И он через этот инструмент осваивает богатство трехмерного мира. То есть включается психика, работают те отделы мозга, которые отвечают за пространственное воображение, моделирование. Ну, вот французский архитектор Виоле де Люк сказал, что нелогично, то и некрасиво. То есть у нас когда была уничтожена архитектура и каллиграфия, они всегда идут рука об руку, когда у нас утрачена была гармония, красота была утрачена. Архитектура и каллиграфия перестала быть логичной. Вот, пожалуйста, какая была каллиграфия когда-то, как писали люди. Соответственно, вот
Это самые, считается, прописи, супер прописи сегодня, значит, которые, естественно, как вы видите, совершенно некрасивые, потому что гармонии буквы никакой нет. А вот прописи, которые мы разработали буквально вот совсем недавно, в ноябре, которые вот в первые 1000 школ по стране будут разосланы. Вот как выглядит буква уже красиво. Вот алфавит. Он похож на советский, на базе лучших образцов дореволюционной советской каллиграфии это все разрабатывалось. Ну вот уже как работают там уже постарше. Да, что можно творить, когда осваиваешь каллиграфию? Вопрос вы хороший задали, это мне надо спрашивать, на самом деле, у работников образования, можно ли нельзя. Я думаю, что, скорее всего, можно. Почему? Потому что вот Алтайский край поставил задачу заменить, ну, вернее, ввести каллиграфию во все школы Алтайского края. Поэтому я думаю, что там уж строгого контроля, какие прописи используются, наверное, нет. Я думаю, что нет. Вот поэтому мы в своей школе муниципальной такой директор дал добро, то есть мы не закупаем, вернее, мы получим один экземпляр, мы просто его размножим и раздадим по всем классам. Напалечные кисти, экологические панно. Наш глаз отдыхает только в режиме дальнего зрения, поэтому мы создаем искусственный горизонт. Вот здесь нет дальнего горизонта естественного в аудитории. Значит, здесь должна быть такая картина, где вот дети работают. 4, 5, 6, Вот замечательно, это Владимир. 7. Стоп, а кого больше? Есть лесная линия горизонта, картина с ней используется в учебном процессе, как вы видите. Сорок или дятлов? Дети стоят, движение дополнительное. Сорок или ежей? Базарный рекомендует менять обстановку класса раз в 2 недели. Вот. Конечно, это нереально, как вы понимаете. Поэтому мы пришли к простому выводу. Мы хотим сделать 12, ну пока что 4 панно, да, на времена года. Мы хотим сделать 12 каждый месяц. Вот. И потом мы отработали 12, мы их передали в соседний класс. Вот. Отработали там, передали в следующий. Или обменялись школами, то есть в другую школу передали, они нам свои. Все. То есть базарный рекомендует менять, да, менять там картины, там, в общем, все, что любые окружающие, потому что ребенок, у него психика отупевает от однообразия, поэтому надо, мы же всегда, почему мы любим путешествовать? Потому что мы ходим посмотреть на другую картинку, другую природу, другую страну, другие обычаи там, других людей. Вот, ну вот разные. Мешочки с гречкой на голову тоже мы уже обсуждали, сохранение осанки. Книжки, упражнения с приседанием. Присел, вытянул ногу, подобрал, встал. Значит, с книжкой на голове, не уронив. На физкультуре, например, можно делать. Вот эти зрительные различные траектории прослеживаем. Игры на полу, игры другого там вида. Зрительные метки на стенах. Ищем ответы на задачи, развешанные на стенах. Поисковый рефлекс. Дети встают, показывают. Игры. Называем дату, выполняем упражнение. Да, конечно. Желательно, чтобы... Значит, доска. Вестибулярная доска, значит, дети с удовольствием чувство координации, вестибулярный аппарат тренирует. Общешкольная зарядка, на улице различные игры. Бегать можно осторожно, в одной из школ увидел. Значит, директор разрешил детям бегать, потому что учителя запрещали, он устал с ними бороться. Значит, хоровое пение, вот Андрей Андреевич тут у нас на фото. С большим удовольствием дети, конечно, поют. Это прекраснейший инструмент для раскрытия познавательно-творческого потенциала, возможностей. Это и настроение, и физиология улучшает, и работу высшей нервной деятельности, и внутренних органов. Значит, я показывать не буду, как дети поют, времени мало. Работа все базарные есть в продаже в интернете, там Озон, Лабиринт, издательство Концептуал московское их продает. Вот. Ну вот следующий, последний момент фактически, это раздельное параллельное обучение девочек и мальчиков. Ну, главные причины какие? Во-первых, у мальчиков и девочек совершенно разные интересы. Вот интересы мальчиков, вот интересы девочек. Да? Мы вам вышлем презентацию, вы спокойно все это дело скачаете, и все у вас будет, чтобы вам не фотографировать, не тратить время. Соответственно, да, я уезжал когда в командировку,
девочка, первоклассница возле школы била веткой мальчика и приговаривала: нельзя обижать девочек. Вот. Это как раз таки к вопросу, что мальчики приходят, девочки, вернее, психологически взрослее, сильнее и так далее. И поэтому они себя, ну, более как бы в привилегированном положении чувствуют, еще учитель женщина. Поэтому мальчиков, конечно, забивают. И да. Мое мнение очень простое. У нас в фильме одна девочка сказала, говорит: когда мальчиков нет, не отвлекаешься, занимаешься учебой. Но действует в целом культура, это понятно, но вот это мощное средство профилактики, чтобы, так сказать, на учебе заниматься учебой. Да. Не, ну, известный эксперимент, когда просили детей изобразить праздник в детском саду. И что дети сделали? Сдвинули столы, поставили кегли, кубики, стали из кеглей в кубики наливать, падать под стол. Вот, так что видим, то и воспроизводим. Импринтинг. Включается в работу медленнее, мальчики, пик приходится на середину урока. Девочки, пик активности, начало, конец урока. То есть вот про что я рассказывал. У мальчиков горка, у девочек наоборот, ямка. Значит, игры мальчиков опираются на дальнее зрение. Им нужно много-много пространства для всяких там исследований, лазать везде. А девочкам нужно ограниченное пространство. Они любят собраться в уголок, там свои какие-то дела поделать. Вот. Чуткость, ловкость рук. Вот у нас программа действует в школе «Мальчики, девочки, разные миры». 106-я школа Петербурга, одна из ведущих в стране. Вот, разные там рекомендации, как с мальчиками работать, это все вы посмотрите. Вот. Еще один момент – это программа игр с опасностями. Вот, то есть мальчикам обязательно нужна опасность. Если нет опасности, и главной опасностью для мальчиков в классе становится кто? Нет, учитель. Вот. Главная задача – преодолеть опасность в лице учителя. Он будет на учителя отрабатывать все свои навыки. Школа – фактор, который калечит ребенка, это главный педиатр. Вот, поэтому, но вот здесь как раз показано, мальчики в классах раздельных выше. Вот, допустим, Железногорск, 52% юношей были годны к армии в смешанном классе, в раздельном классе 100%. Медалистов в смешанном классе 1-2, вот, а в раздельном классе 25-35%. Вот, ну, естественно, мальчики становятся мальчиками, а не какими-то женоподобными существами. Так, что еще можно сказать? Когда девочка выступает перед доской в классе мальчиков, ну, в смешанном, вернее, классе, она думает еще о том, как выглядит перед мальчиками, поэтому у нее постоянно скачет давление. Когда она выступает в классе для девочек, то там никакой скачков давления нет, она чувствует себя комфортно. Вот. Ну и тут разные моменты. Вот. То есть чему лучше раздельно-параллельное обучение. Вот мы с учителями проводим тоже занятия. Вот это в Ижевске мы собирали учителей. Это ИЖГМА, Академия. Медики тоже об этом ничего не знали, к сожалению. Уроки здоровья мы проводим, то есть детям все это рассказываем, показываем наглядно, как это выглядит. Соответственно, это правительство Ленинградской области у нас зарядку по базарному делает. Значит, надо. Вот как раз зрительно-вестибулярный тест. Девочка сейчас будет проходить. И вот аппарат компьютерной оптической топографии, оптическая съемка позвоночника, которая позволяет выявить проблемы опорно-двигательного аппарата. Конференции стоя проводим тоже. Занимаюсь с учениками. У нас педагоги тоже стоя. Ну, многие известные деятели стоя тоже работали. Эту конторку вы знаете чья, да? Пушкина, да. Вот, Александр Сергеевич тоже, как видите, и писал стоя, и рисовал стоя. Вот, вообще у него была огромная программа двигательной активности. Вот. Ну вот, как я уже упоминал про человека, Владимир Иванович Вернадский сказал, что вид Homo sapiens не вершина эволюции, и человек будущего будет резко отличаться от современной, и структура мозга будет изменены по существу. Наука неуклонно постоянно захватывает области, которые долгие века служили уделом только философии и религии. Она встречается там с готовыми, укоренившимися построениями и обобщениями, не выдерживающей критики и проверки научными методами искания. Но единственное, к этому еще можно добавить, это 100 с лишним лет написано, что еще и наука тоже в этот список в виде религии попала, потому что новая научная школа продирается через через вот эти сети там или тенета старой науки, которая неадекватна. Вот, в принципе, все. Здесь данные ссылки. Подписывайтесь на наш телеграм-канал или на группу ВКонтакте. Там у нас всегда свежие новости. Мы постараемся там материалы разные вывешивать. Да. Базарный говорил, до 13-14 лет никаких гаджетов. Вообще, в принципе. Ни дома, ни в школе.
Ну, все правильно вы говорите. Надо исключить гаджеты по максимуму. То есть для этого надо проводить. Что мы сделали у себя в школе, в частной, ну, в семейной, вернее, мы провели родительские собрания, объяснили все эти вопросы и рекомендовали исключить гаджеты полностью из... Вот, и сказали, что кто гаджет не исключает, тот исключается из школы. Вот, соответственно, все родители убрали, ну, у кого было. Ну, потому что родители оказались сознательны, они, естественно, этим не пользуются. Вот. Ну и детям это тоже не надо, потому что у детей много разных игр, там, и им есть чем заняться. Они с большим удовольствием бегут на уроки каллиграфии, например. Мы не запрещаем, мы просто этот фактор убираем из жизни вообще. Его нет в их жизни, то есть они телефон этот... А? Дома нет телефона, естественно. Мы родителям сразу говорим, что если ваш ребенок будет там ходить потом и ныть, что у меня дома телефона в школе нет, как бы это не с нашей школы, не вариант. Ну, про муниципальную школу что могу сказать? Мы там просто, они пришли, сдали классному руководителю телефона, в конце дня получили. То есть в школе у нас они не бегают с телефонами. Вот. Так что, ну, стараемся мы периодически разные там передачи тоже проводить. Вот сегодня про каллиграфию еще расскажу, вывесим. Его рекомендую вам очень посмотреть. То есть много полезного, я думаю, что знаете. Да, в ВК и в Телеграм-канале, то есть там, где вам удобнее. Вот, так что спасибо за внимание. То мне уже намекают, что время закончилось.